Нашел. Бусол был. Хэшвац, хэшвац. Хацаболтыш и защитники Хурана и Сунны. Защитники Хурана и Сунны. Хацаболтыш. Ждем защитников Хурана и Сунны. Защитники Хурана и Сунны, просим вас, выйдите на свет. Ляху Экбер. Short sets do za hadis ладиония за جو حديث تقول Будут. Хадис. أبو جعفر وي من حديث صدوش حديث خزين Это хазин. حاجة تسبعدماتي канал تاع شورت سات دو короткие شات Ламас твой. أتاني وقع حديث تقطع موشتا Ламас. Ламас Карадович, сходи еще. Садамовая Абу книга Джафар. его Да, حديث домой книга. صحيح Абу Джафар. Домовая книга. Хацабо, Бусолна. Коран, Сунна, Коран. Дуа. Сегодня тема нашего эфира дуа. Да, это дуа. Дуа не Бог царь, да, больше половины нас поубивали, говорят, дуа не за Фалуджу. Не, ну это же вообще разрыв мозга, боюсь. Запечатанная войнуха. Запечатанная. Türlük hılsın, maçta olsun. Ну ты шухера навел, конечно, да? Там есть дуа, короче. Царь Умаханца, видео его, я там. Мы смотрим это видео, значит. И там этот какой-то шнырь арабский, Хатаб Боши, или шнырь яйца. А дуаш, и говорит, так там с голоса кадом делайте дуа. Унятен за мусульман, они оставили женщин, детей, там меня, дочь мой, ног тебе что царь, одурманить нас, раскошь, одеть, хочу бахкать. Потом цяха, да, сделайте дуа за Фалуджу, за Афганистан, за Хунят, за Митков. Вот вся вообще, да, цхайраха, какие дуа за Афганистан. За Фалуджу. Это где это вообще? Где была Чечня за 2 войны, которые нас уничтожали? И Фалуджа в каких годах? Какая связь вообще? Видите, что разброс, критическое мышление, на аудалдеш, да, вообще за животные принимать людей. Делайте дуа за Фалуджу. Да. Типа мы свои проблемы все решили, как бы все уже нормально, как бы давайте сейчас другим поможем, Бог сам положение. Да, у нас все прекрасно сейчас. Вот мы только должны сейчас уже делать дуа за Фалуджу, за каких-то иракцев, белых, беспонтовых, палестинцев, иракцев, за весь этот арабский беспонтовый мир, за этих беспонтовых арабов, друзей русских, шнырей. Да, что-то Хабов Басбусовна. Украинский бугов лишь. Мне иногда кажется, Саляф, они таким образом типа хотят, что они геополитика, геостратегические какие-то, геополитикой занимаются, видите ли, у них широта взглядов, там туда-сюда, и что.
иллюзии хотят навести. Бригадир, шикошный говорят эти русские. Вы не мусульмане, вы не чеченцы, вы должны как шейх Мансур, как Абон Заунязики, воевать на джихаде против России. А ты, ёпта, шишны, газка, шишны, значит, да? Вы под-русски. Украина, Кстати, мол. Хадру Гуат Тумсик. Вот того, да, я с ним братаюсь. Эфирюма Барватсон. Золкин, Карпенко. Залупкинцы, они, Солкин, реально, Залупкин. С коллегой на связи вышел, походу. Да, ФСБшные твари. С агентуры все разветвленные, да, с ФСБшные. На Ауну говорят, шайху должен был. Не конченый. Что как бы в идеях, да, но они работают над сознаниями, да, людей. Сбалдаш. Сбалдаш, да. Конечно, 100%. Мы же об Они этом и жесткой говорим. пропагандой работают, да. Не то, что жесткая, просто великолепная, грациозная, виртуозная пропаганда. Аору. Вы доллар, да, сумета. Тинта, наш, нам тоже работать надо. И день и ночь работаем. Цан, да, целев надо быть. И вместе работать надо. А же они приходят, я буду лакш. Ишь, любой рилс, видео с хитаря. Видео, и там скажи каждую пятницу в это время приходите на этот канал, да, если у вас есть вопросы. Ставишь ссылка, короче, чтобы, может, кто-то залетит. Все равно человек, Залетят, да? да, 50 тысяч, 100 тысяч нахма, хош, по-любому кто-то, какой-то герой выскочит оттуда, да, скажем, шизофреноиды. Ляхать берел, да, сачу яхару. Альбурак шлах шьешь, будешь. И не до этого. Саляв, на встрече ветеранов Хелио. Старого, так бойцами. Какая встреча ветеранов? Отца, так это вот так. Встреча, какие ветераны? Чё обовязало? Тележки, зяц, ВДВ, когтю, а чё цело? ВДВ, может. Ладно, тележки, это... Вы чё, набо, ждать? ВДВ. А це було цагаське, це шикогаське. Це шикогаське малыш. Я це було. Мир, Саляв, мир туаня, Хаилан, короче. Никто, кроме нас, арта, тележки, это, короче. Войска дяди Васи, Анчия Карбула. Шиш аяц кырта то, да, короче. Сау дебош, на Юлю. Встречи ветеранов улыбают, спельгат, ушхет. Серьезно, что ли? Хилаш, догадохки, что ветераны чего? Как они подставляли народ? Интересно, сначала Гулберж за упокой дойтится, шеш, мы бы мял бы, да. Да, видишь, у них программа такая. Начало до А, конец до А, надежда. Период. Так, у нас это Карен в гостях. Карен, вы слышите нас? Да, слышу, добрый вечер. Как там у нас? Все нормально? Нам надо верить в Аллаха. Нет, ни в коем случае. Потому что я помню вас, когда первый раз приходили. Вы же мусульмане. Вы должны верить в Аллаха. В России все хорошо, в Чечне сейчас в России все прекрасно. Помните ваши слова? Я не забыл. Нет, вы меня путаете с кем-то, я такого никогда не Не. Вы говорите, что в Чечне хорошо, и вы говорите, что ваши чеченские друзья говорят, что все прекрасно в Чечне. Я помню. Ну, это да. Но то, Видите, что первый сказал, такого я не говорил. Хорошо, ладно. А так все нормально у вас? Что там в России все хорошо? Санкции хорошо. продолжают? Что продолжается? Санкции. Вы на себя ощутите санкции? Да нет. Особо не ощущаю.
Пепси-кола, кока-кола же, все там это самое подделанное. Все на прилавках есть. Не, ну, пепси-кола и Кстати, кока-кола иранские. я перестал пить Кока-Колу с тех пор, как санкции начались. Ты Реально против, да? говорю. Байден, остановись, да, Потому вы что я закричали? нету. Какой-то Байден, шмурдяк они остановись. там продают вообще, непонятно. Иранские, турецкие подделки. Да. Кока-кола в России, кока-кола практически пепси-колы нету оригинальной. Байден, остановись, Байден, не надо. Не продавай свою кока-колу, Байден. Байден, Лиза, Ден, Байден. Байден, успокойся, Байден. Тебе России так не взять, не одолеть. Мы Как тебе не войско стыдно было, Путина. Тахович? За него и надеемся, что Аллах примет его в ряды шахидов. Инша Аллах, и дарует ему наилучшее место в джаннате. Аллахума амин. Ну как такое можно писать? Ну как так можно этих людей, молодых парней, уничтожать? Ну что это такое? Ну да. Отмудут, чем расследование вести, требовать что-то. Аллах, да, цунтететтен. Дейл Буалбареал, да. Да, смотрите, здесь написано. Их души находятся в чреве зеленой птицы с фонарями, прикрепленными к трону. Они путешествуют из рая, куда пожелают, затем находят прибежище в этих фонарях. И так, взглянув на это, их Господь сообщил им и сказал: желаете ли вы чего-нибудь? Они сказали: чего мы желаем, отправляясь из рая, куда захотим. И сделал он что с ними трижды. Когда они увидели, что они останутся без прощения, они сказали: Господи, мы хотим, чтобы наши души вернулись в наши тела, чтобы мы могли очиститься. Он пошел твоим путем снова, и когда он увидел, что в них нет нужды, они остались позади. Ни одна душа, которая умирает, не имеет добра в глазах Бога и не была бы рада вернуться в мир, кроме мученика, ибо ему приятно вернуться в мир и убить брата, однажды увиденного из-за добродетели мученичества, которое он пил. Когда ваши братья страдают от одного, Бог создал их ветры в качестве платы за престол. Когда они нашли полезность своего питья и своей еды, и лучшее из своего снисхождения, они сказали: о, почему наши братья должны знать, что Бог не знает? Они воздерживаются от джихада и не отказываются от войны. Всемогущий Бог, ну это значит Аллах, сказал: я сообщу им о вас. Мученики находятся у истока реки и ворот рая в зеленом куполе. Их пропитание из рая будет подаваться им утром и вечером. Их tür nicht stütze, и войну шикар, холдив. И кигина, да, скелфиш. Сразу вот bu sorduğum Джихад, там, Михад, Шмихад. Так, у нас какой-то Алексей. Стоп, что там написано вообще? Что тут написано? Так, Алексей, приветствую вас. Кто вы? Что вы здесь забыли? Или что вы нам принесли? Алексей, можете зайти, выйти, ваш микрофон включен. Он не включается так. Или, может, вы специально сделали, чтобы вам микрофон не включали. Вернер что-то там говорит. Слушаем. Мардуэлла, приветствую вас всех. Спасибо, во-первых, за аватарку. Я себе ее у вас украл. Такой вопрос возник. Подскажите, пожалуйста, вот вы говорите, что религиозная философия, конкретно религия ислам, является, грубо говоря, засланной, так скажем, органами, да, из столицы одного государства под названием, так скажем, Москва, на территорию Чечни и других, соответственно, республик Северного Кавказа. Но, по сути, общаясь с различными, так скажем, мусульманами, ну, лично на моем опыте я могу сказать, что они настроены негативно по отношению там, к власти так, и так далее, да, политики страны. То есть просто я не могу вот увидеть корреляции, да, связи между, так скажем, влиянием спецслужб и конкретно распространением ислама там в 90-х и 2000-х годах на территории Чечни, Ингушетии, Дагестана и так далее. Подскажите, пожалуйста, тогда какой был смысл сотрудникам, органам в целом пропагандировать религию ислам в этом обществе, если, по сути, так скажем, муджахиды, да, как это называется в религии, ну, нанесли большой ущерб, конкретно занимались убийствами сотрудников, военных и так далее. То есть смысл было власти терять своих людей, если, они сами, грубо говоря, да, подогревали,
воспитывали молодежь в таком ключе, что нужно сражаться. Мне кажется, намного проще было бы вместо религии, если бы они хотели уничтожить народы Кавказа, пропагандировать, как сейчас, наркотики, беспорядочные половые связи, образ жизни, да, грубо говоря, аморальный. Вот хотелось бы услышать ваш ответ, если позволите. Мгм. Хорошо. Значит, вы говорите, что если бы российские спецслужбы пропагандировали аморальный образ жизни, распутство, блядство, наркотики, то это было бы лучше, да, чем ислам? Не лучше, в смысле, а профита, пользы для Москвы было бы намного больше, потому что такие люди, которые употребляют, там слабые, тусуются условно в клубах, уезжают с родины и так далее, привозят, например, это домой, если это будет распространяться, такой образ жизни не растит воинов. А все-таки, как ни крути, мы увидели, ну, возможно, это еще из-за национальности, да, грубо говоря, из-за традиций, на Кавказе всегда были войны, и когда на них еще сверху наложили религиозный, грубо говоря, да, аспект, и в котором непосредственно сказано сражаться, да, то это же принесло ущерба больше для Москвы, чем, грубо говоря, ну вот то, что происходит сейчас. Тогда какой смысл было делать в Москве, вот завозить, да, религию туда? Проще было в 90-х годах сразу начать вести туда наркотики, блядство и прочие непотребства, ну, на мой взгляд. И вот хотелось бы узнать тогда, где связь, где вот эта корреляция, да, между э, исламом и ФСБ, грубо говоря. Ну, то, что это агентурная какая-то разводка. Да, в принципе, вопрос хороший, приятный, добрый, честный, порядочный, исламский такой, с подрусским таким наворотом. Ну, ислам зачем вообще? Что это такое ислам? Вы знаете вообще, что такое ислам? Вообще, вы понимаете, о чем вы говорите сейчас? Вообще, вы знаете фундаментально, что такое ислам? Ну, как я понимаю, это одна из 3 авраамических религий. Ну, я никого не защищаю, если что, не подумайте, не пропагандирую, просто мне интересно Нет, ваш... мы абсолютно не думаем. Мы же не для того сюда собрались, чтобы думать. Мы просто будем констатировать просто грубые, тупые факты, как говорится. Просто тупые факты, чтобы тупые люди понимали, о чем речь. Просто тупо факты. Хорошо, если вы даже не знаете, что такое религия ислам, как вы, ну, в смысле, я вас ни в чем не обвиняю, это просто дискуссия, да? Потому что вы сами Да-да-да, написали. да-да, конечно. Да. Ислам может быть полезен чеченцам вообще. И вы сказали, что если бы это была бы ФСБшная разводка русская, ну, вот этих русских спецслужб, то им сразу лучше было бы загонять туда наркотики, распутство, блядство, алкоголь. А сегодня что, это не происходит, что ли? Так они этим только и занимаются. Там все сидят на таблетках в Чечне сейчас. Да, вы затронули какие-то российские регионы. Нас, чеченцев, абсолютно не интересует то, что происходит на других оккупированных этнических территориях, которые не принадлежат России. Это их проблема, пускай сами разбираются. Если не нужно, пускай живут в колониях. Мы говорим за Чечню. Нам не интересен ни Дагестан, ни Запад, ни Восток, ни Юг, ни Север. Мы говорим за Чечню. Нам, чеченцам, ислам только принес вред. Только один вред, сплошной вред. И чтобы это понять, нужно знать, что такое ислам. Что такое ислам как религия именно. К чему эта религия призывает и на чем она строится. Когда вы изучаете эту религию, ислам, вы понимаете, какой это мрак, мракобесие, грязь, разврат и именно человеконенавистническая идеология, которая уничтожает любую нацию изнутри, размывает. Понимаете, в чем речь здесь? Вообще, о чем Да-да, речь? я слушаю вас, я Это понимаю о том... религия ислам, она просто уничтожает все национальное. У вас есть какой-то другой вопрос сейчас? Я вам как бы ответил или нет? Ну, в какой-то мере, да. Значит, я понял, что мне просто нужно больше читать, изучать, чтобы, грубо говоря, задавать подобные вопросы. Нет, вы можете задавать. Например, вы сказали про воинов. Это именно чеченское национальное освободительное движение, сопротивление еще с конца 17 веков, с тех пор, как Россия начала именно целенаправленную военную экспансию на Чеченскую республику, современную Чеченскую республику, в то время это была Чечня, чеченцам навязываться начал ислам, потому что он начал делить, дробить чеченцев, и таким образом они подорвали внутреннюю гармонию в чеченской нации, в чеченском обществе,
и превратили нас в каких-то ихванов родства непомнящих. Они размыли наше все чеченское. У нас нет никакого чеченского стержня. И вот именно почему об этом было сказано, потому что сказали, есть войны и сопротивление. Это не за ислама чеченцы воевали. Наоборот, из-за ислама мы всегда терпели поражение. И ни один чеченский воин, который с именем Аллаха на устах шел, он никогда не одерживал победу. Он проигрывал заранее. Он Хорошо, заранее был проигравшим. я прошу прощения за то, что перебил. Вот такой тогда к вам вопрос. Вы уважаете личное мужество? Если абстрагироваться от всех идеологий, просто вот личное мужество вы уважаете? Мужество, оно у каждого человека есть, но ты же должен это мужество на службу чего-то высшего ставить. Просто быть мужественным для того, чтобы попасть в рай, выдуманный, мракобесный арабам, похотливым растлителям малолетних детей, насильникам и маньякам, сказочникам мракобесным, арабским бедуинам, саудовским вот этим вот Мухаммадом, который обещает 72 гурии, это не мужество. А вот если ты умираешь за свою... Сейчас я отвечаю. А если ты умираешь за свою родину, за свою отчизну, за свою нацию, за своих граждан, вот это мужество. Вы понимаете, вы не можете сказать, человек, который ищет личную выгоду в своем каком-то раю, который ему обещали арабы, то он мужественный. Нет, он не мужественный. Он из-за страха хочет от этой жизни уйти, избежать эту жизнь, пойти найти смерть типа мучеником, потому что его в голове объяснить. Понимаете, это догматический подход даже уже, теологический. У него подмена понятий идет. У меня эти куфары, кафиры, не знаю, кто там, убивают, и я иду в рай попадаю, вечный. Вы понимаете, о чем? А мы говорим о чеченском. Он не защищает чеченскую нацию, чеченскую культуру, историю, землю. Он уже защищает арабское, выдуманное, мракобесное. Понимаете? Арабскую мракобесную выдуманную культуру, историю и их выдуманный именно рай хочет попасть, который нам закинули русские. И поэтому они слабые, потому что они оторваны от своей родины. Понимаете, о чем речь? А русским это выгодно. Я понимаю, Подожди, только... сейчас вы поймете, я вам глубинно отвечаю. А русские, таким образом, русские, именно надо говорить, русские, потому что они владеют религиями, они очень хорошо и аккуратно научились манипулировать религиями. Они делают слабыми тех, кто противостоит им именно посредством этой рабской религии. Потому что они желают только смерти, они не желают победить. Это очень тонкий такой философский подход. Есть тонкие грани, которые решают именно судьбу победы и проигрыша. Все те, которые сидят на исламской догматической религии и Аллаха, Мухаммада, они все стараются умереть. Один из них не старается победить. У них нет цели победить, они хотят умереть. Они ищут смерть. А те, кто им противостоит, русские, технологически покупают военное оборудование, все, что можно, возможно, они себе берут на вооружение именно новые технологии, пропаганду, экономические рычаги, чтобы достичь своей цели и победить, именно уничтожить чеченцев, именно всю активную пассионарную часть, а остальных поработить, именно лоботомизировать этой религии, ислам. Вы понимаете, какая там сильная работа проведена? Вы вообще понимаете, о чем я вам говорю? Говорите, я вас слушаю. Я, в принципе, понял о том, что, как я понимаю, как вы сказали, религия, она, когда внедрили религию, она вот этот весь пассионарий, способный пойти на поступок, да, грубо говоря, на почве этой религии выкашивала, оставляя более, так скажем, не слабых, но менее активных людей, менее фанатичных людей. То есть, по сути, они я считаю, я глубоко убежден, для того, чтобы совершить там, великий поступок, да, там, закрыться, как люди закрываются, один их там штурмует, и он один там погибает, нужно иметь неимоверное мужество, только они подменили понятие, получается, вот это нохчала, да, на религию, и, грубо говоря, скосили весь пассионарий. А, как я понял,
ну вот как вы в эфирах всегда говорите, религия противоречит, да, вот этому развитию технологическому и так далее. И вместо того, чтобы чеченцы, грубо говоря, создали какие-то, ну, или покупали, или там, ну, какие-то технологии военные и сопротивлялись, ну, Москва сделала так, что внедрили религию и по-тупому просто весь пассионарий пошел и погиб. Я понимаю, ну, если я правильно вас понял, вы сейчас скажите, правильно, неправильно ли я вас понял? Просто изящно, великолепно, виртуозно, просто грациозно, ну просто на академическом уровне вы поняли то, что я вам сказал. У нас очень главный специалист именно по высоким технологиям. Он вам может даже это объяснить еще более, потому что я его уважаю только за то, что у него очень просто дикая тяга к высоким технологиям. Он занимается конструированием новых высокотехнологичных из прочных новых металлов и сплавов альбураками. Практически наладил серийное производство Тесла. И его помощник, можно даже сказать, главный испытатель, пилот-испытатель Фотон. Тесла, вам слово. Если вы хотите добавить что-то к тому, что было сказано, можете сказать. Нет, я пока занят. Потом. Понятно. Высокие технологии. Он у себя в конструкторском бюро по производству и налаживанию производства, именно серийного производства альбураков. Да, я понял, о чем вы говорите. То есть вы мыслите глобально, да, грубо говоря. Я хотел, ну, так скажем, мое просто видение всего процесса, да, я всегда, ну, уважал мужество, неважно в каком оно проявлении, да, и там условно самурайская вот такая смерть фанатичная, не стараться, ну, не то чтобы не стараться победить, а даже если не победа, то просто там поражение в формате там суицида или разбиться, да, об толпу, там, грубо говоря, врагов своих, там, ну, вот меня всегда это восхищало, но я объективно понимаю, о чем вы говорите, что у вас маленькая нация, и разбрасываться кадрами, разбрасываться своим, грубо говоря, личным составом, да, это, ну, глупо, это просто, ну, приведет, грубо говоря, к гибели нации, и, соответственно, надо думать о женщинах, о стариках, которые, грубо говоря, когда исчезнут все мужчины, если каждый будет разбиваться об эту стену, то что будет с ними? И если какой-нибудь китаец, которым там население сколько-то там миллионов или сколько у них там миллиард есть, не знаю, может это себе позволить, то ваша нация, к сожалению, ну, на мой взгляд, да, типа, поскольку это уважение, или, к счастью, не может себе такого позволить. Совершенно верно. Вы просто все четко понимаете. Вот у нас у нас сейчас с нами присутствует на нашем прямом эфире летчик-испытатель Фотон, потому что каждый день рискует своей жизнью на больших скоростях, просто на больших скоростях. Он передвигается на альбураках, у него защитный шлем есть, комбинезон. Он рискует своей жизнью, но для того, чтобы достичь какой-то цели, совершенствует альбураков. И, кстати, перемещается по 7 небесам, поднимаясь на большие высоты, а также спускаясь, где разряженный кислород и где вообще, в принципе, кислорода нету, и нету законов притяжения, именно гравитации. У него практически на мелкие части разваливается его тело, но он все-таки возвращается. Вот если вы... это и является героизмом, потому что он хочет достичь каких-то высот, чтобы именно эти альбураки посредством их усовершенствования и продаж именно на международном рынке, чтобы была какая-то коммерческая выгода именно для оккупированной Чеченской Республики. Вот Фотон на самом деле является героем. Но он очень скромный герой. Если хотите, он может объяснить свой героизм. Фотон, у вас есть что-нибудь добавить насчет героизма? Насчет героизма нет, я единственное, что хотел уточнить, Аль-Бурак, вы сказали, это как самолет, или просто вот я как понял, это исламское название, да, грубо говоря, и это написано, что это неземное животное, на котором Мухаммед совершил ночное переселение. В принципе, есть Аль-Бурак именно того именно производства в 7 веке. А на сегодняшний день у нас модернизированные Аль-Бураки, как вам только что было сказано, вашим покорным слугой, начиненная просто последним писком высокотехнологического оборудования. И Фотон является летчиком-испытателем новых сверхзвуковых межгалактических альбураков. Фотон, вот объясните, почему вы всегда рискуете своей жизнью, чтобы именно тестировать эти новые альбураки, которые выпускает наш великий гений Тесла? Саляв, бях побила, я этот не совсем в курсе,
чуть отвлекался. Вернер Рихтер по поводу распространения и кто за этим стоит. То есть несоответствие как бы. Он высказал то, что типа, мол, империя, мол, не была заинтересована ввиду того, что это типа принесло им, это как бы была подпитка идеологическая для противостояния, да, империи. Мне кажется, это как бы преувеличено, и это Голцена. На самом деле сопротивление на Кавказе, оно было и до ислама, и намного успешнее и яростнее, и никак не связано с религией, мне кажется. А наоборот, то есть вот эта мысль, то, что он высказал по поводу того, что, мол, типа, не видеть связи между этим, то, что смысла, то есть целесообразности спецслужбам, ну, царской охранке навязывать религию, если она, типа, будет приносить проблемы. И плюс вот это движение, мне кажется, нет, это просто накинутое, как бы, Олценов. Сейчас с мыслями соберусь, короче, там просто такие тонкая грань, короче, по крайней мере, для меня так кажется, что не совсем ясно бывает, когда вот вообще само по себе сопротивление на Кавказе всегда было, вне зависимости, какой веры придерживались. Ну, и непосредственно Нохчичу, вот этот Вернер Рихтер, ты мог бы вот повторить вот эту мысль вкратце, если можно, просто вот я чуть подзабыл. Можно я скажу? Давайте, говорите. Верно, Рихтер, на твой вопрос ответ такой. Смотри, ФСБ было выгодно запустить вот этот салафитский вот этот нарратив, чтобы чеченское общество между собой началось грызться, потому что куда закидывается ислам, там всегда происходят внутренние распри. Стоит послушать Дугина, как он ФСБшникам свои нарративы, как они запускали это движение туда. Там все понятно, все очень просто. Чеченское общество за независимость начало бороться. Туда запускается салафизм, вот эти арабов приглашают, литературу вот эту запускают ваххабистскую. Все, в чеченском обществе начался разлад. Население стало против ваххабизма, соответственно, подпитку воюющей стороне не стали оказывать. И все. С этим связано, так сказать, захват, победа над этими ваххабистами, которые только мечтают о 72 гури, и все, им больше ничего не нужно. Вот и весь расклад. Ну, вот видите, сами же Раски себе сделали подлянку тем, что помимо все-таки Чечни и там и всего Кавказа, да, есть рядом страны бывшего Советского Союза, мигранты, которые едут и так далее, и на почве вот этого, ну, этой идеологии, да, грубо говоря, происходят проблемы в самой, ну, стране, да, так скажем, вот этой, постоянные там какие-то, ну, события незаконного характера, в тюрьмах бунты, в которых приходится нагонять там, да, сотрудников, чтобы они подавляли их там убийств. Ну, сколько вот эти, может, новости, если вы читали. Поэтому просто не знаю, это
либо отсутствие интеллекта у Гаски, да, что они не могут более разумную идеологию выбрать для того, чтобы, ну, не идеологию, а способ, чтобы решить, ну, вот эту проблему. Потому что, ну, сами несут ущерб. Это все равно, что там, не знаю, в спорте, да, э, попытаться ударить не технично, так скажем, да, а сильно и пропустить в голову там еще больше ударов. То есть это, ну, какой-то глупый способ для решения. Нести идеологию, которая вроде бы должна победить твоего исконного древнего там врага, да, так скажем, соседа, которая потом тебе от других народов, населяющих тебя, которых просто тысячи, если там не миллионы, я не знаю, которые сами же приезжают, ну, у них рождаются больше детей, они, соответственно, поглощают там твою страну, твою столицу, и в соответствии с этим через там 50-100 лет, ну, сам же ты, как если ты любишь, уважаешь свою нацию, там, если вот сидит главный Раски, да, он об этом думал, когда он запускал эту идеологию, и, ну, можно было подумать наперед, что тебе от этого тоже прилетит. Либо это тотальная глупость, либо же все-таки это, ну, как это правильно сказать, не являлось там, ну, вот этим, да, способом решения проблем там с чеченцами, которые ну, о котором вы говорите. Хотя я видео Дугина тоже видел, не знаю, я сомневаюсь, что какие-то действительно такие э, лекции, которые ведут там, просачивались бы в YouTube, учитывая то, что есть такое, ну, может быть, вы видели там спортивных мракобесов, там, бесконтактных боев, там, системы там всяких специальных, там, САС, спецназов России, там, и так далее. То есть это из разряда маркетинга. И я как понимаю, Дугин туда тоже приходил, дабы заработать себе монетку, да, грубо говоря, как некоторые спортивные инструктора приходят в органы, тренируют там этих людей, которые, ну, как бы передают опыт и получают с этого деньги. Какие-то действительно секретные дела, способ развратить, там, уничтожить нацию, там, я не знаю, отправить туда комаров, зараженных там, каким-то инфекциях, которых вызывают бесплодие. О таких вещах, мне кажется, в Ютубе ну, не пишут. И, соответственно, мы можем сделать вывод, что это, ну, какой-то, не знаю, специальный, может быть, вброс. Я ничего не утверждаю, я не говорю, что вы не правы, что это был там ну, как бы, да, способ решения вот этого чеченского вопроса. Но я все-таки сторонник того, что пока вот действительно я не увидел документ или там, ну, не увидел своими глазами, я точно вывод делать не буду и просто воздержусь от высказывания. Но мне очень интересно слушать и вас, и другие противоположные стороны. Я просто люблю спокойное общение, да, грубо говоря. Если собеседник любой идеологии начинает кричать, перебивать, там, банить, э, не выслушивает, перебивает, то, соответственно, этот человек свою идеологию, грубо говоря, ну, не позорит, но, по крайней мере, вызывает сомнения у думающих людей. Ну, как бы я никогда не думаю о идеологии, смотря на ее последователей, неважно, какая идеология, но, в принципе, в глазах других это может в какой-то мере оттолкнуть. Поэтому я слушаю ваши факты, факты там радикалов, факты либералов, факты любых людей, и очень приятно, что и вы, и, как я понимаю, админ данного канала ответил на вопрос. Буду дальше вас слушать, если позволите, и присутствовать в эфире. Вернер Рихтер, еще один момент хотел добавить. То, что на самом деле царская Россия, там, ну вообще Россия в целом во все периоды не является, она как бы не насадила религию, а она просто взяла под контроль. Религия чуть раньше появилась в результате там нашествий, там степняков, татаро-монголов и так далее. Вот так постепенно. Но это долгая история, сейчас рассказывать не буду, но само появление это не в результате царской экспансии. Она просто использовала этот инструмент, как бы оседлала в пользу. И как бы это ей пошло на пользу из-за того, что в этой религии так устроено, что там есть какая-то система, какая-то иерархия, инструменты, с помощью которых очень действенно, с помощью каких-то потусторонних там этих, такого сокровенного влиять на людей, как бы, да, это как удобно, хороший инструмент. Просто Да, да, извините. вот они просто, эта религия им дала хороший рычаг
для того, чтобы через имамов, мул, всяких проповедников то есть держать под контролем, то есть в подсознание населения, ну, где-то не в один год, там, это вот все время на протяжении. Батон, М, Батон, вопрос, зачем им это? Зачем? Что? Зачем русским это говорить? Зачем им надо? Он, Вопрос, если я понял так, не, я понял, От Яраби, Вернера, он таков. тут вопрос такой не стоит, зачем, потому что он так или иначе уже религия это присутствует в обществе, как бы среди людей. И они же не могут, зачем, раз она уже есть, они просто оседлали, использовали ее в своих интересах и все. То есть, Поскольку условно, жертвы, которые они несут на своей территории из-за этой религии, или там, помните, ну, борьба все-таки помимо Первой Чеченской национально-освободительной войны, был период нет, там Второй Чеченской, КТО, и, соответственно, ущерб там сотрудников, смерти, это просто как бы для главного сидящего, грубо говоря, там это просто нет, сопутствующий ущерб, задача достигнуть цели, правильно? мы, по-моему, просто не туда воюем сейчас, вот в данный момент, вот то, что обсуждаем. Она, религия, так или иначе уже присутствовала в обществе, так или иначе мусульмане являются, чеченцы являются мусульманами, и она там независимо от какое течение, ну, появилось вот это течение салафитов и так далее. Э, Россия, если мы говорим вот этом последней войне, вот это вот, ну, как бы последних двух войнах, если речь мы ведем, то и в этом случае просто, если вот ты думаешь, что типа спецслужбы, они как бы его насаждали, нет, они просто ее использовали по мере своих возможностей и там, где они могут ее использовать, и всего. А сопротивление, ну, они так или иначе верят, верили, то есть мы же мусульмане как бы, и естественно, какие-то лозунги там и так далее, но это внешне так выглядит, но сама суть сопротивления не из-за религии, а то, что сам народ стремился, всегда сопротивлялся внешней агрессии. И он просто использовал какие-то вывески э, в силу того, что на тот момент, на тот период они искренне верили в это, понимаешь? А, То есть вот так вот, я не знаю, насколько я смогу это объяснить. То есть тут сейчас речь вести, связывать вот это сопротивление, то есть, то есть то, что сопротивлялись, короче, это как бы причислять к тому, что из-за того, что мы были только лишь мусульманами, это неправильно абсолютно. Ошибочно, мне кажется. Не, я понимаю, о чем потом примерно хочет донести для тебя, Вернер. Он, с одной стороны, правильный подход говорит. Он говорит, если уже эта религия существует, и они понимают то, что чтобы ее элиминировать с общества, то затребуется очень много сил. И так как у русских есть одна поговорка, если ты не можешь ликвидировать какую-то группу, то тогда возглавь ее. Вот то же самое. Они взяли, изучили эту религию, когда нужно, они именно радикального толка туда начинают, ну, салафистского толка туда вбросы кидать, из-за этого конфликт разжигается, и они используют конфликты ну, в свою выгоду. Потому что все равно, и когда даже на каких-либо парах экономика начинает слабеть, то именно военная машина ее вытягивает. А, Короче, как-то так они работают. Сейчас, если позволите. Ну, смотрите, я в принципе согласен. Единственное, что также, абсолютно так же можно возглавить традиционалиста, правого радикала, либерала и так далее. Если мы говорим о том, что вот либо там
если может победить, возглавь, там, или еще один принцип «разделяй и властвуй», да, вот конкретно религия все-таки, как ни крути, она могла объединить народы, да, Кавказа, там, условно, сопротивление, потому что сколько там чеченцев? Всего, к сожалению, ну, в смысле, к сожалению, мало, да, 1 миллион, а условно население всего Кавказа, естественно, больше. И только что, когда я начинал диалог, админ сказал, что нас не интересует, мы не говорим там о соседях, о других республиках, о другом мире, мы говорим о чеченцах. То есть, по сути, сейчас слушающий человек мог подумать, а вдруг, наоборот, ФСБ, там, условно, ваше течение, ну, не течение, а вашу идеологию, да, типа, вот мы хотим быть одной нацией, типа, ну, только говоря об одной нации, и вот мы говорим только о ней, наоборот, типа, способствует разделению, соответственно, чем меньше людей, тем слабее сопротивление, да, грубо говоря. Подумать в голове, а вдруг, а религия, наоборот, говорит нам о том, что если бы весь Кавказ был ну, условно, религиозный, да, это был бы типа единый кулак. Если еще там взять всех на всей планете, да, грубо говоря, тех, кто готов там приехать и заступаться, да, это еще больше. То есть я все-таки на это чуть под другим углом смотрю, и если мы говорим, вот то, что о начале сказал админ, что, ну, даже если вы исповедуете идеологию традиционализма, национализма в хорошем, да, ключе, именно о том, что там мы там Нохчи, да, грубо говоря, вот мы говорим об этом, у нас есть там Нохчела, Конахла и так далее. Это все круто, только мне кажется, разделяться с другими народами, там, ингушами, которые, по сути, являются вашим близким народом, да, грубо говоря, от одного предка произошедшие народами, там, Дагестана, другими республиками тоже не стоит. Мне кажется, имеет смысл также... Подожди, я тебя с Ага. ингушами, тот, кто не считает их братьями нашими или вообще одним народом, лично для меня не является чеченцем. Мы один народ с ингушами. Вот это я просто ремарку добавлю. Да, я с вами согласен абсолютно. Ну, в целом, я имею в виду, что тогда вам нужно... Я не даю советов ни в коем случае, я думаю, и так вы это ну, понимаете, вам виднее, вы, наверное, старше, опытнее, образованнее, то если вы двигаетесь в таком ключе, для того, чтобы дальше развиваться, нужно искать сторонников, таких же, условно, в хорошем смысле правых националистов, традиционалистов из других народов Северного Кавказа. Как ни крути, ну, мне кажется, да, вот есть там панславизм, там пантюркизм, да, это, как говорится, только не в имперском смысле, а в формате вот родственных отношений, да, грубо говоря. Также должно быть какой-то... Вот есть Кавказ, да, грубо говоря, вы помните, кто вы, что вы являетесь Нохчи в первую очередь. Каждый там даргинец, он помнит, что он даргинец, но, в принципе, цель, наверное, да, это вот развивать Кавказ в хорошем направлении, ну, тут экстремизм, конечно, не пропагандирую, чтобы не сесть. Ну, вы поняли, о чем я говорю, в каком ключе должно идти движение. Не просто это должно быть остановиться, вот мы там, мы, все, только мы, и вот у себя там, ну, я считаю, что современный мир, цивилизованный, он расширяться должен в хорошем смысле, торговля, какие-то там технологии там и так далее. Будет, полетим в космос, если есть марсиане, да, грубо говоря, тогда мы уже будем в их глазах все землянами. Так вот, в глазах мира вы, наверное, будете все кавказцы, независимо от происхождения. То есть, ну, я бы в таком формате выбрал двигаться. И на каком законодательном уровне мы должны находиться, чтобы развиваться, торговать между собой и все дела, и со всем миром тоже. Демократия, наверное. Почему? У вас Исламская есть демократия. альтернатива? Исламская демократия по канонам Мусманова. Да? Не-не, я ни в коем случае ни одну сейчас не сказал о каких-то Да, не, конкретных... мы иногда, мы имеем иногда такую, как бы, смелость именно с юмором относиться. А Да-да, в ничего коем страшного. случае не посчитайте неуважением, да. Просто исламская демократия на Коране Сунне, да? Не, я ничего не говорю. Может быть, кто-то так Вы думает. понимаете, о чем речь? Да-да-да, я понимаю, что как это называется? Совместимо Так, несовместимым, да-да-да. совместить несовместимое, да. Это как летать в воде, типа, да, или плавать на корабле в Да, воздухе. да, Я да. понял, о чем вы. Ну, каждый, наверное, в своей голове может абсолютно разные выводы сделать, там разные пути развития там, и так далее. Но, конечно, для того, чтобы развиваться, должен быть закон без там тирании, без авторитаризма, без
любых факторов, которые угнетают полет мысли, да, грубо говоря. Если химик хочет развиваться, то не надо там над него ставить сотрудника, который будет, он говорит, будешь работать в направлении государства. Но при этом нельзя забывать о том, что воспитание пассионарной молодежи, оно все-таки идет, конечно же, все равно нужно какой-то патриотизм вкладывать с детства там в школах о единстве, потому что слишком сделав либеральное общество, мы приходим к тому, что во Франции где-нибудь, ну, я не был никогда во Франции, судя по интернету, конечно, если я не прав, поправьте, там белый мальчик выходит, да, условно, или парень, там, да, ему человек, который приехал там из какой-нибудь Сирии, который всю жизнь видел войну, просто там проламливает голову молотком. И, соответственно, конечно... Вернер, вопрос, подождите, Да. это очень интересный момент вы сейчас, вот, я вам как бы вопрос задаю, как участнику. Почему в Сирии война тогда? Вы задавали себе вопросы? Кто там спровоцировал войну, этот военный конфликт? И почему эти сирийцы каким чудесным образом оказались в западных странах, именно в частности, в большинстве в Западной Европе, но некоторые, конечно, уехали дальше, Америка, Канада, Австралия. Кто спровоцировал там войну, кто ее вел и кто вынудил этих сирийцев ехать туда? Вопрос. Цивилизационный подход там даже есть. Ну, я понимаю, я бы вам так ответил, что условно там человек набожный мусульманин скажет, что это Запад пришел, он пытался разрушить наше типа шариатское государство. Я скажу так, что, скорее всего, да, возникло, ну, как я слышал, что условно там не без участия, конечно же, спецслужб, на основе религии радикалы всего мира там собрались и начали устраивать на основе религии ислам, да, Нет, грубо ты говоря. до радикалов, когда Сирия еще была нормальной, еще не разбомбили ее. Ну, наверное, дети, возвращенные на религии, как раз таки, они выросли и превратились в то, что ну, мы увидели по итогу. Верно, дорогой наш, верно. Смотрите, это, конечно, все красиво говорите, но кто там бомбил именно с дальней стратегической авиацией, именно дальними стратегическими бомбардировщиками, вакуумные бомбы, кассетные, фосфорные, игольчатые, все запрещенные неконвенциональные именно боеприпасы там применял, испытывал свое оружие, пугал мир. Кто вынуждал этих сирийцев ехать на Запад? И кто там Все, я понял, закидывал и религиозную идеологию на государственном уровне, провоцируя именно вот этот вот религиозный мрак, а также вот этот вот религиозный, как вам сказать, именно горнило религиозной войны на Коране и Сунне. Есть одна страна, которая этим четко, целенаправленно, методично занималась. Мы знаем, кто это. Да? Вы не будете называть, потому что я так думаю, вы там находитесь. Мы вас не хотим побеждать. Конечно, это Мы вас не меткая, хотим. это шедевральная меткая проверка, болен ли я русизмом, так скажем, да, как говорил первый президент одной замечательной республики. Я все это понимаю, не отрицаю ни в коем случае и согласен с вами. Да. Вот это вот религиозный, исламский, джихадистский угар, в который они вергли эту Сирию, сирийское население, чтобы заглушить именно арабскую весну, так называемую, в которой начали страны освобождаться. Там есть один полковник Абдул-Азиз Бутефлика, Алжире, это бывший советский спецагент. Прошу прощения, они не добрались до Марокко, но они начали с Туниса, Ливия, они все-таки смогли потом там остановить эти русские с турками. Потом Египет, через Египет перебросилась, в Иордании они быстро заглушили. И Сирия. Сирия началась с чего? Потому что население просило демократические реформы, чтобы семья Асада, агентурная семья Асада со времен создания партии Баас ушла и оставила эту страну его населению, чтобы население могло именно строить свое будущее, выбирать свою власть. Но туда вмешались кто? Наши дорогие, недорогие русские братья по исламу, русские православные, русские, со своей авиацией, со своим морским флотом. Они взяли военную базу Хмеймим, как они называют. Потом есть там еще морская военная база со времен Советского Союза на Средиземном море.
забыл этот сейчас город. Тартус называется, да. И они потом разбомбили все и вынудили, конечно же, там подыграла им Турция тоже, потому что там сыграла большую роль тоже, являясь именно союзником с подачи Русни. Иран своих шиитов туда направили, потому что там у власти меньшинство лавитское, ну, более-менее такое ответвление именно шиитское. И они спровоцировали именно конфликт межконфессиональный, так называемый. Хотя за этой конфессией там ничего не, сама религия ислам, она ничего не представляет. Это сказочная, выдуманная история «Тысяча и одна ночь» арабская. Но они все-таки смогли спровоцировать между арабами, сейчас и вынудили, выдавили через Турцию, потому что Турции тоже это выгодно. Таким образом, их халиф турецкий Эрдоган шантажировал Европу массовым перенаправлением этих потоков беженцев. Тем самым показывая, вынуждая Европу, чтобы они с ним говорили, договаривались и приняли европейское сообщество, именно Европейский Союз. Эти все фотографии, где дети выбрасываются на берег Европейского Союза, там Болгарии, Румынии, там, не знаю, других стран, Хорватии, это все делалось Турцией. Потом они вообще открыли границу, они массово пошли, и Германия была вынуждена принять 1 миллион беженцев сирийских. Потом там просто через афганские. И одновременно с этим они, понимаете, эта религия, она такая гидра, где есть радикалы по-любому, которые за то, что ты просто говоришь, что это сказка, они могут тебя зарезать, потому что они такие повернутые, как говорится, на всю голову. Они не понимают, что этот человек имеет право не верить во что-то. А они говорят, вы должны верить все. Понимаете, этим и отличается ислам как человеконенавистническая, шовинистическая, расистская идеология, на самом деле. Она просто уничтожает всех и вся на своем пути. Это экспансионистская идеология. И вот сегодня, как во Франции, вот такие люди. Но Франция является демократическим государством. И во Франции то, что вы говорите, никогда не произойдет. Потому что коренное население французское, они все-таки контролируют свою страну. Есть очень хорошее функционирование системы государства. Это государство, его главу угла стоит все-таки право. Да, они дают высказываться всяким течениям, и они не запрещают, но никогда те религиозные деятели, так называемые, они никогда не будут власти во Франции. Никогда. Это невозможно в западном обществе, чтобы их систему переломал кто-то. Тем более с религиозной начинкой. Стабилизировать на какой-то маленький промежуток они смогут. Чем занимается Россия? Она практически этим только и занимается. Она дестабилизирует внутреннюю стабильность в западных странах, именно в странах западной, вот именно старой Европы. Франция, Германия, Голландия. Потому что они очень хорошо используют религиозный фактор. Их орудием именно в этом является именно в пользу России чеченцы. Потому что чеченцы сами по себе пассионарии. Они за идею могут отдать жизнь. Просто если я во что-то поверил чеченец, ну, конечно же, сказалось тоже нехватка образования, потому что эти люди только этим занимаются, поэтому эти нашпигованные мечети, все эти имамы, которые проповедуют всю эту религию, эту мракобесную исламскую религию, они воздействуют на мозги, на умы. И поэтому чеченцы на сегодняшний день, хотим мы того, не хотим, признаем мы то, не признаем, являются орудием, инструментом русского террористического образования под названием Российской Федерации по дестабилизации и по проведению именно террористической угрозы в странах Запада. Потому что терроризм, он разновидный. И Россия очень четко, виртуозно, грамотно оседлала терроризм во всех его проявлениях, будь то информационный, военный. Вот сегодня на территории Украины занимается военным терроризмом. Они терроризируют это мирное население именно ударами по жизненно важным объектам. Объектам жизнеобеспечения, критическим объектам. Это называется терроризм военный, государственный в форме. Ракеты, запускаются бомбы, авиация, бомбит. А есть религиозный терроризм в любой его форме, будь то православный. Да, и православные сейчас они
отлично начинает это самое выводить на новый уровень Россия. Есть исламский фактор. Вот в исламском факторе задействованы чеченцы. Это факт. Мы не можем это отрицать. Мы, наоборот, должны это говорить, освещать, кричать, доносить, полностью освещать, как есть. Потому что чеченцы, они не являются мусульманами сами по своей сущности. Это нам чуждая религия, идеология. У нас ничего нет общего с исламом. Абсолютно ничего. Что может быть у чеченца, который живет в горно-лесистой местности, есть равнины, есть реки, и у арабского бедуина, который перемещается на верблюде, пьет верблюжью мочу и умывается верблюжьей мочой. И подтирается 3 камнями. Что общего у гордого, благородного чеченца, у которого все растет, все виды фруктов, овощей, есть мясо, есть вода, и бедуина, который живет в Саудовской Аравии, перемещается от одного оазиса к другому. Вот сами подумайте, вот что у нас общего. Просто даже если так взять, географически, физиологически даже если взять, даже если взять по фенотипу, ничего общего. А об этих сказках арабских я даже и не говорю. Если есть что добавить, можете добавить, задать вопрос. Да, я бы хотел добавить, что, в принципе, по поводу той же как бы Сирии, если мы говорим о том, почему там уехали там мигранты, да, я, в принципе, понимаю, что все большие страны, которые являются там империями или просто большой такой капиталистической страной, естественно, они будут дербанить любой участок, да, земли ради своей выгоды. И, соответственно, как я вижу, да, я не говорю там какой-то заговор всемирный и так далее, но я понимаю, что Европа, она, в принципе, из-за, к сожалению, да, того, что люди забыли свою историю из-за слишком чрезмерной демократии, да, грубо говоря, мне кажется, ну, неспроста туда отправили мигрантов, да, какой-то, как говорится, в национал-социалистических кругах замещение белого населения, да, грубо говоря, как раз-таки ведется миграцией. Так вот, я хотел сказать по поводу того, что какая идеология должна быть. Вот вы сказали, что ни одна там партия там не позволит, да, чтобы там условно приезжие мусульмане там где-нибудь по Франции занимали посты. Насчет постов, это как бы, ну, меня мало интересует, потому что я там не политик, но я скажу так, что да, может быть, никогда не будет там иметь какой-нибудь алжирец, да, власти, там, которые будут там пропагандировать шариатские, так скажем, законы во Франции. Но, к сожалению, мы видим все равно, что приезжают условно мигранты, насилуют девушек, убивают там парней и так далее. То есть в какой-то мере демократия без традиций не работает, да, в плане того, что ну, делать страну сильной. Если ты слишком сильно углубишься в науку, ну, в какой-то мере это там, если ты хирург, да, то, естественно, ты бойцом ну, не будешь, грубо говоря. И если мы говорим о том, что чеченцы это гордый, сильный народ, всегда известно тем, что он всегда стоит до конца, 1 против 3, против 100 и так далее. Если слишком сильно углубиться в демократию, там тупо уйти в одну отрасль, мы будем уже знать, что ну, чеченцев под другим, да, грубо говоря, лейблом, как это модно говорить, что вот представление у людей будет другое. Соответственно, раньше я думал, что в какой-то мере национал-социализм способен, да, держать страну сильной, развитой и так далее, но я понимаю, что это все равно диктатура, которая тебя давит. Так вот, чтобы не стать второй Европой, в которой будет приезжать какой-нибудь алжирец, да, резать там, кого он захочет убивать и так далее, какой-то должен быть баланс между демократией и традиционализмом. Традиционализм в формате там, ну, у вас адатов, ну, это арабское, насколько я знаю слово, да, и так далее. Ну, в формате не забывать свою историю, прошлого не забудем, как говорится, а в будущее, стремясь высоко поднятой головой идти. Вот так вот. Да, но смотрите, вот Франция как государство, абсолютно, вот, я вам честно скажу, вашему покорному слуге, я прекрасно знаю, что там происходит, какие процессы, потому что я занимаюсь именно западной цивилизацией. То, что происходит в Германии, в Австрии, в Голландии, Испании, там, не знаю, Португалии, Англии, Соединенных Штатах, Канада, Австралия. Но мы знаем, мы изучаем, чтобы знать, что там происходит, но нас эта ситуация не интересует, потому что у нас внутренняя проблема. Нас использует Россия. И то, что там какой-то сириец или афганец, или кто-то что-то там сделал с именем Аллаха на устах, ради Аллаха, там, ислама, Корана, там, Сунны, Мухаммада, пророка. Нас это не интересует абсолютно. Это не наш мир, это не наши ценности. Нас интересует Чечня.
что происходит в Чечне, что происходит в нашей чеченской среде по всему миру. Мы не являемся частью исламской уммы. Пускай сирийцы что хотят, то и делают. Афганцы что хотят, то и курды. Нам нечего с ними делить. Мы не посягаем на их верование, мы не посягаем на их национальную принадлежность. Мы не боремся ни против ислама. Абсолютно у нас нет никакой вражды с исламом. Но мы говорим, исламу нет в нашей среде, именно в нашей нации. Это не наше, мы не можем больше терпеть это в нашей среде. Раньше мы относились к этому терпимо, потому что сами чеченцы, по сути своей, очень толерантное общество. Толерантное, просто мы, на самом деле, очень демократичное общество. Мы терпим людей только за то, что они есть, такие, какие они есть, мы их принимаем. Мы их не осуждаем, мы им не мешаем жить. Мы даем такие же права, какие у нас есть. Мы возводим, даже если он раб, мы ему говорим, не будь рабом, будь таким же, как мы, свободным гражданином. Это наше общество. Но сегодня мы говорим нет. Мы говорим нет исламу, религии Мухаммада, религии Аллаха, слову Аллаха, Корану, именно в чеченском обществе. Мы не объявляем войну исламу. Это ислам с подачи Русни объявил войну нам, чеченцам, и нашему чеченскому обществу, преследует нас, использует нас, чеченцев, по всему миру в корыстных целях России. Потому что Аллах является рабом России. Аллах делает всегда то, что нужно России. ФСБ, СВЛ, СВР, МРУ. Религия ислам является инструментом, орудием в руках России, Русни именно. Они используют нас посредством этой религии. И мы говорим, нет больше исламу в чеченском обществе, в чеченской нации. Эта идеология больше не может быть терпима в нашем обществе. Мы не можем больше ее терпеть. Мы должны ее вычленить полностью, изничтожить, уничтожить на генном уровне нашего общества. Только так. Мы не можем относиться толерантно к этой религии. Но если наши соседи, восточные, западные, южные, северные, те же алжирцы, сирийцы, французы, немцы, они хотят быть мусульманами, пускай они будут. Мы же не объявляем, мы же не преследуем религию ислам, мы же не преследуем этих мусульман. Мы даже, если есть чеченцы, которые говорят, мы мусульмане, мы им говорим, вы мусульмане, но вы не чеченцы. Оставайтесь мусульманами и уходите, выходите из чеченской нации. Так же, как мы принимали и принимаем, раньше принимали людей, которые убежали от своих тиранических обществ, стран. Мы принимали их, давали им такие же права и делали из них чеченцев. А сегодня идет обратный процесс. Исторический, закономерный процесс. Цивилизационный процесс, национальный процесс возрождения чеченской нации. Все те, кто говорят, что мы мусульмане, мы им говорим, вы не чеченцы. Вы просто чеченоговорящие мусульмане, рабы Русни или арабские рабы. И вы должны освободить наше чеченское общество, чеченскую нацию от своего присутствия. Вы не должны больше никогда говорить от имени чеченцев. Вот такая позиция. А пускай там со своими оранами, со своими молитвенными ковриками, но они говорят, что они чеченцы, и не навязывают нам эту чуждую религию, ислам, этого каменного истукана Аллаха нашему обществу. Пускай они уходят с ним туда, за Дон, в Россию, на московские болота, и те, которые более подвержены именно арабскому влиянию, рабы арабов, чеченоговорящие, туда, в Саудовскую Аравию, Сирию, Турцию и так далее. Вот наша позиция. Как вы на это смотрите? Она четкая или не четкая для вас? Да, все, спасибо вам огромное, Баркал, Дересхал, Бездяхал, да. Всего доброго вам. Очень Заходите в благодарен за любое беседу. время. Нам было очень приятно. Вы очень хороший. Мне тоже очень приятно. Берегите себя. Давай, Задаете покоя. хорошие вопросы. Приходите в любое время. Мы вам дадим слово. Благодарим вас за ваше участие. Всего доброго. Уходите свободным, приходите свободным. Так, у нас в гостях наш величайший гений-мыслитель, Чигур Генезис. Просто великолепнейший оратор, виртуоз слова, мастер фразеологизмов, словесных оборотов, с богатым словарным запасом, просто владеющий несколькими десятками иностранных языков, вундеркинд в одном лице, а также полиглот. Чигур Генезис, пожалуйста, вам слово. Но такими титулами обладать, это, конечно,
было большой честью для меня. Конечно, я не такой, как ты, то есть, естественно, не такой, как ты, и не такой, как ты меня описал. Лауреат, ты крут, ты вообще крут. Да, Валай, меня беспокоит вот этот Карпенко опять какое-то новое видео выпустил. Валай, я просто не могу этого человека видеть, слышать. Прям у меня все кипит. Она ада вас тахтун сам эл дуйон цата дик мот бас цэг вас тахтун дуйон. Мадохкум да. Да его шахак цвалсун ха валла дуйон. Штумду валай просто кипит у меня ненависть. Я его за эти щеки дуйон, я его суслики щеканшу, я его раздербанил бы дуйон. Своими тигринными дуйон. Когтями, дуйон. Тигринными когтями я его раздербанил бы, дуйон. Сигур, СВ Хэнсон, я его за его приятные росточки взял бы, я его расцеловал бы до смерти. До смерти расцеловал бы, можно? Как Брежнев, можно? И что, дальше что еще хотел сказать? Мне один случай вспомнился позавчера, когда вот эта заправка взорвалась. Кисадит сумадас просто, дит меги оставим такой. Да. Дит сумадас, ты просто меня так внезапно представил, дуэн. Я хотел тихо послушать вас. Короче, где-то 2009 год или 2010 год, не помню. Я жил у дороги, мой дом многоэтажно стоял у дороги в городе. И от трассы этот мой дом стоял где-то примерно 10 метров. От трассы, 10 метров стоял дом. Напротив был частный сектор. И там Садуата, у меня друган был, он построился там, дом построил, и на той стороне дороги, и наши окна были друг другу видны, его дом и напротив моих окон. Ну так, случайно получилось, построил там, купил участок. И у него, с его стороны, от дороги, от обочины, его дом стоял где-то примерно метров 25-30, может быть, вот так. Но наши окна и его окна были друг напротив друга. Так получилось-то. И он один день звонит мне, звонит, говорит мне, хочу его, давай проблемы, нужно встретиться. Встретились. Он говорит, войшный юг, не то, что не дело в том, что войшный юг, тут напротив нас, то есть перед моим домом, хочет построить, один из кадыровских чиновников хочет построить заправку, говорит. Хочет построить заправку, и это очень приближенный человек к Кадырову, очень приближенный. Даже имена называть не хочу, такие опасные типы они. Цулбах, давай вот что. Мы прекрасно знаем, что эта заправка принесет много бед, не в плане, может принести много бед, и опасно, и вообще все, противозаконно это все должен среди частного сектора это строить. Давай, вот что сделаем. Ты собери подписи у себя тут в доме, а я все это оформлю, все это сделаю законно, как положено, юридически все сделаю, и мы подадим куда нужно, туда наверх, отправим эту бумагу. Главное, чтобы подписи собрать. Я согласился, собрал подписи со всего дома, собрать, сколько у нас там, несколько подъездов, дом был. Собрали, я ему передал эту бумагу, он собрал все нужные документы, все написал, все правильно, грамотно. И он пустил дело в ход. Но он сам абсолютно никакой силы власти не имеет. Обычный человек, обычный гражданин. И, о чудо, заправку не построили,
заправку не построили. На месте этой заправки был какое-то время пустырь, построили какой-то магазинчик. И да, все было нормально. Вот так Тадейл и Этмац, письмо прошло, не знаю, как-то услышали голос народа, и заправку не построили. До сих пор говорят, все нормально, все хорошо. Стоит магазинчик. И штумдух, и такая история. Да где Нерсон, еще вчера-позавчера, когда взорвалась эта заправка. И штумдух, Да. Знаете, дорогой Чугур, хотел бы добавить, я думаю, что это благодаря вашему виртуозному мастерству именно преподнесения информации вышестоящим чиновникам, они смогли ознакомиться с ситуацией и приняли правильное решение. Как вы думаете? Это было Абсолютно. возможно? Да, очень, виртуозно была составлена бумага, письмо, были собраны много подписей, более сотни подписей были собраны. Да, все верно. Вот поэтому надо уметь еще говорить. Даже с любыми зверями и монстрами надо уметь говорить и доносить информацию. Но самое главное, что помогло, конечно же, в донесении этой просьбы, чаяния народа, были дуа. Потому что вначале было написано сбора подписей во имя Аллаха Милостивого, Милосерднейшего. И в конце тоже было просто великолепнейшее, просто глубинное дуа. И поэтому, конечно же, вышестоящие чиновники, благодаря Аллаху, с помощью Аллаха и ради Аллаха приняли именно хорошее, благоприятное, полезное решение для тех людей, которые населяли именно этот район и те улицы, которые могли подвергнуться застройке этой нефтеперерабатывающей заправки, там, не знаю, предприятия. Просто людям повезло, потому что Аллах им помог. Да, братья и сестры во Христе Бахаре. Да. Да, совершенно верно. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, братья и сестры во Христе, Аллаху Экбер, войско Иисуса Христа. Кто тут у нас в гостях? Кто-нибудь хочет высказаться по поводу любой ситуации? Офигеваю от этой группы. Первый раз вижу новче антиисламистов, атеистов. Все понятно. Самое главное, вам даже ваша живая богиня Тушоли, которую вы лижете, вам не помогает. Ваш божок. Кому? Напоминаю, представляю, подождите, не спешите, дорогие друзья, или недруги, кто бы вы ни были. Давайте представим, это один из величайших последователей Музмамада, который своими коренными зубами держит его член, музык по-чеченски, Мухаммад правоверный. Как раз вы нацисты, лохчицы, вы как раз вы держите. Да. Если вы хотите говорить, пожалуйста, не заставляйте выключать ваш микрофон. Кстати, он является просто глубоко верующим мусульманином, исламистом во Христе. Просто он с подмышкой, у него под мышкой постоянно находится Коран 40/50 и 2 молильных коврика в заднице и под мышкой. Вот такой у нас Музмамад правоверный из Ингушетии, кстати. Не говорит, что он ингуш. Но мы знаем, что он... Подождите, сейчас дадим слово. Но мы знаем, что он не является представителем этой нации, и он не репрезентативный, потому что ингуши совсем другие, они наши братья. Да я не ингуш. Я вообще не ингуш. Я не ингуш вообще. Про вас было сказано, про Музмамада правоверного, вот это под ником Музмамада правоверного. Я уже запутался, честно говоря. А ты... Не, вот такой вопрос. Ну как, я как бы ваш там, если вы Нохче земляк, там родился, вырос, да. Сейчас там не живу. Понял, вы чеченец или вы не чеченец? Просто можете сказать, да или нет? Я не чеченец. Вы пакистанец? Вы пуштунец? Нет, смотрите. Вы хадраец, афганец? Нет, у меня в армии была кличка Чечен, потому что... Нет, вы мавританец? Сириец? Кто вы? Нет. Кто вы? Вы расследуете? Кто я? Просто скажите, кто вы? Просто представьтесь, кто вы. Я чеченец, допустим. Я чеченец. Я не то, что, допустим, я настоящий чеченец, а вы кто просто? Хотите любую нацию назовите. Нет, как это сказать? Я сунжинский казак. Вы малаец?
Нет, я Балавейцы, сунжинский. кто вы? Нет, я сунжинский казак. Ну, казаки как таковые не имеют вообще. Они не существуют. Это Ну выдуманная хорошо, ну русская как бы, история. ну, Есть да, русские. Вы да, русские, да? Нет, я не Вы русский. каторжник? Нет, я не русский. Ну, хорошо. Вы Ну, говорите, я если, казак. Мы знаем, подождите, что... подождите, мы, Я вам историю сейчас расскажу коротко. если Хотите мы историю? пели украинские Казак- песни в станице, то мы русские или кто? Ну, это вот, я вам расскажу сейчас историю. Была только Запорожская сечь, как казаки вообще. Они называли себя козаки, они очень сильно боролись Да, против... я не про это, я по-другому хочу спросить. Да я вам объясняю. Я с вами, хорошо, называйте меня как хотите. Меня тут, Не, я вас меня в называю как хочу. меня в армии рязанцы Я называли не могу называть чеченом. вас как хочу, потому что я уважаю людей. Я не могу называть людей как хочу. Я уважаю людей, я называю их только так, как они себя представляют. Господи. Скажите просто, кто вы? Ну, уроженец города Грозного вас устраивает? Не, ну, хорошо, я понимаю. Я тоже уроженец Ну, какого-то смотрите, города. но я меня, этнических детей- ну, подождите, меня как только не называли. Меня в армии эти, как бы, рязанские эти, как бы россияне-лапотники, они меня называли чечен, не так, чечен меня называли, чечен, как-то вот идил, интересно, чечена меня называли. Потому что, как бы, у меня поведение было соответственно. У меня азербайджанец был в роте, так, этот, старшина. Он говорит, это хорошо, что он один тут, было бы двое там, то, ну, как бы у меня там была кличка Хорошо, Чечен. я понял. Можно вас просто называть Потом дядюшка меня человек? в Чечне меня кто-то называл хохол, потому что у меня акцент, там мы пели там украинские песни. Понимаете, Мы не везде меня... оскорбляем людей. Вы можете... А? Хорошо, я хочу, чтобы вы поняли. Вы общаетесь с теми людьми, которые уважают людей только за то, что они есть. Мы вас уважаем только за то, что вы есть, и только за то, что вы пришли, и имеете смелость говорить с нами. Вот вы для нас просто человек. Вам достаточно этого? Не, ну я хотел конкретный вопрос. Спасибо. У меня вопрос конкретный. Я вот так послушал, да, как бы, ну, для меня немножко, я такого никогда не видел, собрание, значит, ну, ладно, это атеистов, антиисламистов, ногче. Как вы оцениваете события в Чечено-Ингушской, тогда СССР, начало 90-х и заканчивая, значит, вот этим началом Первой Чеченской войны, то есть 90-94 год. То есть это было развитие, как бы, ну, как сказать, движение в прогрессивное развитие, или это было в регрессивное развитие. То есть у меня там родственники все работали в нефтехимическом комплексе, их с удовольствием забрала Канада, в Канаде там живут еще там в эти же отрасли. То есть вот, и как вы видите, на чем вы будете, например, строить независимое там чеченское государство там или Ичкерию, то есть на каких, я вот немножко не понимаю. Одни говорят, что там на шариате, другие, вы сейчас, ну, как бы, я так понял, на основе демократии, исходя из состояния чеченского общества, как бы, не западного типа, вот родоплеменные отношения, отдат, вот я немножко не понимаю. Ну, сначала, как бы, с вашей стороны оценка событий 90-94 год, до начала Первой Чеченской так званой войны. И какую там роль играли вот такие советские там генералы, скажем так, они были исламисты, антиисламисты, там, как вот это оценить вообще их, они были агенты КГБ или не агенты КГБ. Кадыров говорил, надо резать русских собак, потом он оказался, что он служит там в Москве. Столько людей там убили, специалисты высшей категории, многие не чеченской национальности были вынуждены, это золотой фонд, на которых можно было там эту территорию развивать. Понимаете, о чем я говорю? Я очевидец этих событий. То есть я прекрасно все знаю и очень много знаю. Я в Грозном жил, я центровой сам. Я знаю некоторых деятелей лично, которые там, как их называют, там евро-ичкерийцы, там, я многих там знаю, которые были при советской власти, Нохче, вот это Нохче советское
национальная, так сказать, элита создана советской властью. Ну, я честно говорю, мы сунжинские, ну, как бы, там, казаки, мы не казаки, как хотите называть. Для нас советская власть враги. Для меня, например, чеченский герой, это Хасухан Магомедов, который там резал там большевиков. Это для меня, это вот для нас, это как бы герой. Вот, если бы там пришли, например, к власти, как бы они себя ни называли, и нас бы не трогали, мы говорит, мы вот против советской власти, против которой мы там воевали, а которая потом вас там выселяла в депортацию, то мы бы остались и экономику держали бы, и даже с оружием в руках там защищали бы чеченскую независимость, если бы она носила такой антисоветский, вот это московский характер. Но, к сожалению, все получилось по-другому. Я очевидец, я прекрасно знаю, как все происходило, как оружие оставлялось и для чего это делалось. Итоги как бы на лицо. Я не понимаю, на чем будет строиться будущее чеченское государство, если в случае развала Российской Федерации. Я этого немножко не понимаю. Может, у вас какое-то видение? Чеченская республика будет строиться на основе демократических принципов. Чеченская республика будет развиваться, строиться и идти вперед в будущее, если не будет мешать Россия, империя зла, империя смерти, которая принесла миллионам людей смерть, голод, холод, убийство. И такая же нация, подлая нация, 80% нации русских, это подлые собаки, которые были при Сталине, при царизме, 50% сидело за решеткой, 50% следило за ними. Убийцы, 80% русского населения это маньяки, педофилы, убийцы и так далее. Мы будем строить свое государство, только вы нам не мешаете. Все, вот наши основы, вот наши принципы. Кто мы не мешает? Мы чеченцы, Чеченская республика. Называйте как хотите, Ичкерия, Мичкерия. Мы чеченская нация, чеченский народ. И все, кто там живет, вне зависимости от нации, русские, калмыки, кумыки и так далее, это наш народ. И они будут развиваться точно так же, как и мы. Вы, если можно ответить на вопрос, как вы лично оцениваете события 90-94 года? Это необратимые процессы, которые должны были быть. Это по всей России происходило. Такие, как ваши Ельцин и вся эта зашкварня, вот эта клика бандитская, которая пришла во власть, хотела уничтожить, чтобы уничтожить чеченский народ. Ой, ебут вашу мать. Мы к Ельцину, я родился. Подождите, мы что, прилетели, что ли? Да, в Чечню. Подожди, сейчас, Лауреат. А мы что, прилетели, что ли? Или ублюдки мы, да? Я родился, я вырос. Мы тоже родились, вырос. Я тоже в городе вырос. Я свою держал этот центр вот так, своей рукой. А при чем мы к Ельцину? Подождите, Донбасс, подождите, не спешите. Почему? Подождите, Донбасс, давайте мы направим нормальное конструктивное русло. Подождите. Мы же вас не выключаем. Зачем вы меня цепляете к какому-то... Да вас не цепляет никто, никто здесь не интересен. Мы говорим о нации. Подождите, не спешите, сейчас вы поймете. Просто Чигур эмоционально, но правдиво все сказал как есть. Чигур, давайте этого нашего собеседника, как бы ни было, все-таки он к нам пришел, и что бы он ни говорил, как бы ни говорил, мы должны обязаны просто отвечать на его вопрос, потому что человек, если задает вопрос... Смотрите, я там вырос. Да подождите, Донбасс, сейчас мы вам дадим слово. Я просто хочу, чтобы наши слушатели понимали, о чем речь. Чигур, все, что он сказал правильно. Как есть. Просто у него эмоции. Этот человек из-за этой русской политики шовинистической, человеконенавистнической, колониальной, вынужден жить, понимаете, за пределами своей исторической родины. Это горе. И таких, как он, тысячи. Хотя человек абсолютно никогда никому ничего не сделал плохого.
Он просто за то, что только он чеченец, за его этническую принадлежность вынужден жить за пределами своей родины. А почему? Потому что российское террористическое образование под названием Россия, а мы ее называем Русня, оккупировала нашу историческую родину. Мы не ведем никаких войн, чеченцы, ни с одной нацией в этом мире, и тем более с русскими. Мы никогда не ходили к русским завоевательными походами. Мы не завоевывали никакие территории вокруг нас. У нас забрали все территории вокруг нас. Нас лишили выхода к морю Каспийскому. Нас отрезали от Кабарды, воткнув и удлинив территорию так называемой Северной Осетии. Создав исторически терскую казаческую там какой-то округ, привезя на территорию Чечни, в то время называлась Малая Чечня, вот этих всех каторжников, всех этих беглецов, насильников и маньяков, крепостных, бывших рабов из Центральной России, назвав их казаками. А это казачество они украли у Запорожской сечи, уничтожили Запорожскую сечь и сказали, что это русское казачество, выстраивая военные линии, когда продвигались, завоевывая новые территории. Первая Кавказская, вторая Кавказская, третья Кавказская военная линия. Потом, называя их, тех казаков, так называем, как я вам сказал, псевдоказаков, а на самом деле рабов Русни, донскими, терскими, гребенскими, сунжинскими, потом уральские. Это же все выдумки, это же сказки. Мы же прекрасно понимаем, о чем речь. Как мы можем сегодня называть какого-то этнического русского каким-то казаком? Но мы, когда это говорим, не проявляем неуважение к этим людям. Мы уважаем наших даже врагов и собеседников, оппонентов, идеологических, политических, военных. Мы не посягаем на их личное достоинство. Мы просто говорим, что мы чеченцы, мы хотим жить на своей земле и строить свое независимое, суверенное, признанное международным, именно цивилизованным международным сообществом, государство на основах верховенства, именно верховенства права, а не право верховенства, которое устанавливает Россия. Верховенство права, закон. А закон чеченская нация, она выбрала Конституцию 1992 года, демократические основы, и все граждане Чеченской Республики, какой бы национальности ни были, подпадают под законы Чеченской Республики и защищаются законами этого государства. Никому там не запрещается жить. У нас нет религиозного какого-то построения государства. Одновременно мы вычленяем полностью, вырезаем, уничтожаем на корню религию ислам, которую нам завезла и навязывает Россия. Отправляем ее за Кавказский хребет, в Саудовскую Аравию, в пески, к арабам. И за Дон, за правый берег Дона, туда, в Россию, на Московские болота. Пускай русские со своими братьями, арабами, также турками и иранцами устанавливают шариат у себя там, в России, на Московских болотах. А Чеченскую Республику оставляют в покое. Мы налаживаем прямые авиационные контакты и сообщения с Лондоном, Парижем, Берлином. Завозим американскую военную технику, устанавливаем военные базы, полностью отдаем американцам территории на практически вечное пользование под американские военные базы, чтобы мы вошли именно в западное цивилизованное сообщество западных демократических правовых государств. Вот наша цель. Это наша борьба. Мы ответили на ваш вопрос? Ну, не совсем. Задайте тогда вопрос. Я повторно задам вопрос, потому что мне уже, например, там, я как-то был на конференции с Идиговым, с женой Дудаева, вот, и задавал некоторые вопросы. Мне вот так подобным образом ответили, что те безобразия, которые там происходили в начале 90-х, это как бы на всей России. Причем там уже как бы независимо было Ичкерия, причем здесь Россия и так дальше. То есть это вот, говорят, там по всей России такие безобразия было, бандитизм и так далее, понимаете. И я еще один задал вопрос, например, жене Дудаева. Я говорю, а каким образом происходило переход оставление оружия, такого арсенала, чтобы войну задеять, надо, чтобы было оружие, чтобы могли кто-то мог сопротивляться. Она мне удивительный ответ дала, что все же знают, что там
чеченцы, они такие крутые, боялись в армии, и вот они взяли от страха, оставили оружие. То есть, ну, я, ну, как бы я знаю, ну, как бы это, ну, то есть это рассчитано на какой-то детский сад был. И Дигов сразу ее как бы осадил, потому что понял, что как бы я тут, я же там вырос, родился, я же очевидец, я далеко не глупый человек, я знаю факты многие, понимаете, я гораздо больше знаю, чем вы думаете. Вот. И я тоже там не живу, как вот наш тут земляк, вынужден, извините, что я тоже считаю себя вашим земляком, уехать куда-то там далеко, и я тоже там не живу. Вот. А я как бы живу в другой стране, я профессионал как бы, своего дела, я бы там в экономике Чечни бы там приносил бы своим. Нам не важно было, кто там, даже какой там строй был. Главное, чтобы нас не терроризировали, не убивали, не изгоняли. Как это было с начала 90-го года. Вот. Нас Там, терроризировали ваши же русские, ваши же диверсанты, которые были присланы я из понимаю, Москвы. что это КГБ. Захар Там... Тудаев неоднократно говорил в своих, подождите, многочисленных интервью говорил, что здесь работают диверсанты, присланные из Москвы, работали, писали русские в Рязань, Ингуши в Назрань писали ночью, убивали русских. У моего отца на работе женщина была, взрослая женщина, у нее был взрослый сын за 20 с чем-то лет, простая семья. Взяли, просто вот он вышел, все, исчез. Я понимаю, за что-то было бы, если за что-то. Жил себе нормально, отличная семья была. Никаких, я понимаю, если предъявили бы какие-нибудь угрозы, либо какой-то выкуп. Но нет, абсолютно пропал человек. И таких примеров десятки, сотни, понимаете? Убивали специально, ФСК было в то время. Приходили, убивали ночью, одевались, тогда все были почти и на лицо одинаковые примерно. Часто вот все с бородами ходят там, русские бритые ходят, те другие. Тогда Так. с бородами не Можно. ходили. Ну, я понимаю, я же говорю сейчас. Смотрите, я немножко не затронул там вторая половина 80-х, да? Не надо спихивать на нас все, что все исходило из Москвы. Вы живете где-то в своей Европе, я не знаю, где-то вы говорите, что нефтяник, да? Ну и слава богу, что Я вам не нефтяник, это мои ну какая родственники. разница, не знаю, вы где-то говорите, в другой стране живете, я не знаю. Ну и слава богу, что вы живете. Благодаря тому, что Советский Союз развалился. Вы сейчас ноете по Советскому Союзу, плачете, вы как бы его восстановить туда-сюда. Почему? Нас русских убивали. Подождите. Хорошо, бандитизм был. А что, не было, что в Москве, в России не было? В России разве давали зарплаты? Что вам, Вас каждый день убивали там, бабушек убивали, дедушек убивали за 100 рублей, за 20 рубля, наркоманы. Что вы на нас все спихиваете? Смотрите, нас, тех, кто жили там в Чечне, не надо прицеплять к Москве. И я этнически, я еще раз говорю, у нас больше половины это этнические украинцы. Мы называли по именам, у нас в обиходе был украинский язык в станицах Васиновской. Мы пели украинские песни. Я знал украинскую мову еще там, живя в Чечне. Я этнически, я на 2/3, то есть там у нас в станице, там больше половины это этнические украинцы. В Грозном половина фамилий не Нохчи, это были украинские фамилии, если кто-то не знает, если кто-то тут слушает нас. Половина фамилий. Я учился в 2 школах в Грозном. Во второй, потом еще в одной. Там половина фамилий были украинские фамилии. У нас в станице такие имена, как Павло, Петро, Василь, так и говорили українською мовою. Мы спевали украинские песни. Разумеете? Мы вообще этнически никакого отношения там, к рязанским, тамбовских, никакого отношения не имели. Там было больше половины, это выходцы из Кубани, этнические украинцы. Хохлы нас некоторые ногчи называли, так как называли хохлами. А другая часть пришла с Дона, старообрядцы. Дед у меня выходит с Дона по той линии. Они старообрядцы. Они эту московскую церковь, эту Москву все ненавидели, потому что они старообрядцы. Понимаете? И мы также
с уважением относились там, к османам, потому что уходили в Турцию к османам, это мусульманские страны. Турция укрывала наших людей от гнета, значит, Москвы. Вы на нас не вешаете эту Москву. Футболы болели все за «Динамо Киев», за украинские команды. Ну, вы тоже не вешайте на нас все грехи, которые Я не совершала вешу, понимаете, Москва. вы Не вешайте. Зачем оружие оставить? Вот эта излюбленная тема про русских вот этих блох. Всегда. Почему вам оружие оставили? А почему вы хотели не вам, воевать? Кому вам? Какая? Ну, сейчас вы говорите, вам, не вам, какая разница? Вы сказали, я не все так уже. сказал. Несколько раз Я задал сами. вопрос, каким образом это все происходило. Оставили, ну и похрену, что оставили. Что за оружие? Ну, были там к концу войны, что там, 23 гранатомета, то есть начало войны, 23 гранатомета, 5-10 автоматов. И то 10 человек за одним автоматом бегают. Какое оружие? Какое нахрен оружие? О чем вы говорите? Мой дядя военный был, кадровый офицер был мой дядя. Военный человек. Никакого оружия там не было. Да, оставили там 10-15 автоматов, там один сломанный БТР и всякую хренотень, который вообще не годен никуда, который нужно ремонтировать и тратить огромные деньги. Что за оружие? Вот вам вот это нарративы, оружие оставили, оружие вам оставили, потом вы русских убивали. Да, стадный инстинкт работает тоже, поймите это тоже. Стадный инстинкт работает. Работает историческая какая-то генетическая память. Там русские убивают. Я вас, смотрите, нас, этнических украинцев, хохлов, как называли. Вот. Боже мой, как вы надоели, хохлы, украинцы. Смотрите, да, я знаю, со мной в школе, я тоже учился в городе, вырос, родился в Грозном. Со мной 70% русских учились, и украинцы были, Ткачуки, Ткаченко там, и другие были. Много со мной училось. Мы нормально жили. Ну, уезжали. Я не про это, я про то, что... Про что вы? Надоело. Зачем эту тему сейчас воротить, такую ненужную тему? Ради бога, говорите что-нибудь другое. Конструктивное что-нибудь говорите. Хорошо, без участия в Москве это ничего не происходило, с вами согласен. Вот нас обозвали там русскоязычное население, слово станица было под запретом, слово казак было под запретом, это с Москвы подавалось. То, что там происходило, это было шито-крыто, Москва вообще об этом слова не говорила. И люди там писали, говорили, ну, раз мы, такая ситуация, там, помоги, потому что у нас тут проблемы. А то, что там были безобразия, это уже была ответственность, скажем так, независимой Ичкерии. Раз это независимая Ичкерия, значит, відповідальність, вибачте, я тут українською мовою розмовляю. Я в Украине живу. То это я уехал на историческую, я с хохол уехал на историческую родину в Украину. Это была ответственность, відповідальність украинскую мову, значит, независимая Ичкерия, я же не прав, я же прав. А при чем здесь Россия? Ичкерия объявила независимость, по-моему, когда там? Когда палки в колеса вставляют, подождите, когда палки в колеса велосипеду вставляют, велосипед же не едет, да? Он хочет стремиться, который велосипедист ездит на этом велосипеде, а который по соседству бежит с ним и вставляет палки, велосипед же не поедет, да? И зачем обвинять велосипедиста? Велосипедист должен дать пизды этому человеку, который сует палку. Вот и все. Да, ругаться не будем, матюкаться. Смотрите. Ну, вы заставляете, зачем вы опять вот эту в воду в ступе? Зачем вы? Ну, пускай он говорит, ничего страшного, люди пускай слушают, ничего страшного. Пускай. Да, смотрите, я прекрасно... Пускай человек говорит, неважно, пускай, ничего страшного. Смотрите, я прекрасно знаю, что потом происходило. Да, говорите, после Первой Чеченской войны, когда вот Масхадова избрали. Вот, и какой там кризис был. Хорошо, можно просто один вопрос наводящий быстрый. Да. Вот вы пришли... Вы знаете. Подождите, дорогие друзья, не спешите. Человек имеет право выражать свою точку зрения. Ничего страшного в этом нету. Даже сегодня, если сюда Лавров придет, Путин, Шойгу, вот эти все друзья, братья, товарищи. Ничего страшного. Дайте завершить мысль. Да. Я говорю нашим слушателям, не к вам же обращаюсь. Они имеют право говорить то, что хотят и то, что думают, даже если это ложь. Но мы-то люди не глупые, мы просто даем им говорить. Эта площадка создана свободными людьми, напоминаем просто, чтобы люди понимали, о чем речь, для свободных людей и для свободного волеизъявления. Этим мы и отличаемся, что мы даем говорить всем. Мы вещаем из Вашингтона, нападение по подождите.
Подождите, начались сейчас во дадим второй вам половине слово. 80-х. Это Мы было дадим вам понятно из слово. перерывных. Ну, подождите, дайте сказать. Ну, подождите, дайте напомнить. Мы вещаем из Вашингтона, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки, частично финансируемся Госдепом, Конгрессом и Сенатом США. Мы поддерживаемся нашими спонсорами, которые остаются конфиденциальными. И мы выражаем благодарность, пользуясь слушателям, нашим техническим модераторам, которые успешно отражают все ДОС и вирусные атаки русского террористического образования под названием Российской Федерации. Вы можете говорить, что хотите, вас никто не будет здесь перебивать, и никто не старается вам что-то доказать. Просто говорите, мы вас слушаем. Говорите. По поводу, значит, скажем так, нападения скажем, по национальному признаку, они начались уже во второй половине 80-х. На меня лично нападали. Вот. Ну, может быть, сейчас я понимаю, что это не было там какой-то самодеятельности. Приехали там, например, там хлопцы ночью из села и там увидели вот эту мою физиономию и напали на меня. Понимаете? Причем подходили и говорили там, скажи там, Олег, то есть они, вот этот украинский как бы акцент наш, вот этот, и как бы вот я с нами начал, с ними что-то говорил, они начали меня бить, короче, троем. Понимаете? И на меня нападали 2 раза. А второй раз напали вместе, ну, со мной был один родственник, потом одного из лидеров Ичкерии, близкий родственник. Я не буду называть фамилию. Они его приняли тоже, что Вы называйте. Почему вы не называете? Мы не скрываем никого, мы никого не хотим покрывать. Называйте, говорите, кто такой, что за родственник Дудаева, кто я там не могу лидер этого делать, Ичкерии. потому что... Ну говорите, почему? Мы же не боимся говорить, мы же называем вещи своими именами. Вы тоже понимаете, называете. Кто такой? я не могу находить, потому что он, к И сожалению, он вас подставил. Он не А находится. может быть, он вас подставил. Может быть, он хотел у вас как-то вот как на вас повлиять. Это была какая-то инсценировка. Не, какая, ну что, ну о чем вы говорите? Сейчас 100% сейчас у меня уже закрадывается сомнение. Он Вы наоборот... с ним шли, на вас напали, а он тут вас спасает. И этим он вошел к вам в доверие. Я 100% уверен, что это инсценировка. Нет. Да, Ну что, да, я уверен. Ну зачем? Назовите его фамилию и имя, пожалуйста. Я не буду называть. Почему тогда? А тогда это получается, что вы наговариваете на него, потому что вы не говорите, кто он. Нет, он наоборот старше меня был, я еще в школе учился. Вот тем более, он вас хотел использовать в своих корыстных целях. Да нет, таким образом он вас завербовал. Ну, перестаньте, даже какой завербовал. Я серьезно говорю, если он с вами шел, один из родственников высокопоставленного тогда чиновника, нет, он не был тогда. Это было вас, нет, стоп. На вас нападает, и он как бы отвечает, он значит, вошел вам доверие. Это называется манипуляция. Это было еще при советах. Дудаева на вас напали. Это было при советах еще. Вы меня невнимательно услышали. Вот тем более, это ФСБшная, в то время КГБшная закидушка. Вас использовали вот советские в то время даже русские спецслужбы. Назовите фамилию этих людей. Кто они такие? Да перестань, ну вы слышали, что я говорил? Это было еще там... 100%, со 100% уверенностью заявляю, что они вас использовали вслепую. Назовите фамилию, пожалуйста. Да перестань, это 84-85. Уверен, что в 84 году вы уже были на разработке КГБ. Да я на учете там у них стою с 15 лет. Вот поэтому мы об этом же и говорим. Вы уже на учете в то время стояли, а сейчас они вообще полностью контролируют. Я уверен, они записывают наш разговор. Зачем вы это делаете? Вы же себе как бы наносите ущерб. У меня отец был себя опасности. Антисоветской пропаганды. Я в комсомоле не состоял. Тем более, вот в то время уже они работали по вам. Они просто вас разрабатывали, а сейчас они за вами следят. Да. Скажите фамилию, пожалуйста, назовите, если возможно. Я этого чеченца не назову фамилию никогда. Смотрите, вот эти все чеченцы, они бывшие КГБшники тоже, в то время уже работали. Кстати, я уверен, возможно. Мы передаем привет. Привет, ФСБ, Лубянка, России. Мы вас слушаем тоже. Помаши рукой маме. Мама. Тут уже не поймешь, кто Лубянка вообще. И где она? Да, Лубянка, да. Лубяночка. Да, Лубянка. Где Моссад?
Я люблю тебя, Рось! А еще есть песня такая, шаман, Не, знаете? лучше Я спо- русский, я не, иду до не, конца. спойте, Я лучше, русский. Сабурдин, О, спойте лучше что что-то вам еще сказать? ногти, песню. Можно Я, мне я, вопрос вот этому Задавайте мужчине? вопрос, Можно Ника. я вопрос я задам? первое Да, место в да, институте занял по лезгинке, а Дагестан весь натянул. да. Понимаете? Задайте вопрос, Ника, пожалуйста. Давайте дадим Мне слово лучше женщине. что-то потом Я спойте там вопрос. на чеченском языке, что-то спойте, песню какую-то красивую. Вы спеть на индо-пакистанском даже. Нет, я В детском наречии могу спеть. там И на пуштунском, кстати. Дадашеву спойте, включите там. Дадашева не авторитет. Дадашева Камил больше не Грозный, авторитет. Ландова Он Слава, может. Московский Слушайте, вы птица знаете, что интересно? Да, но вы не слушайте. Дадашева уже не авторитет, потому что она подрусская, мы называем. Подрусская. Ну, я К сожалению, это отстал, так. не знаю, отстал. Да. Ну, поэтому вы ее слушайте, потому что она вам подходит. Она подрусская. Да перестань. Аллах Акбар! Слово женщине. Аллаху Акбар! Слово женщине. Ника дадим слово. Ника, говорите, задавайте вопрос. Добрый вечер всем, Бюстик Яльшу Масера. У меня вопрос к этому мужчине, вот, который сейчас рассказывает о том, что на него напали. Я живу в Германии уже много лет. Здесь тоже нападают по национальному признаку. И что? Вот у меня вопрос просто, и что? Что теперь? Весь народ надо записывать в Ну, бандиты, смотрите, это, там вы живете в демократической так званой стране. Ага. Мы жили во время Советского Союза там. Немножко... Здесь даже нападают по национальному признаку. Ну, так По всей России в то время, когда... Ника, друзья русских, афганские талибы там находятся в Германии? Мне просто интересно. Пуштунцы, хазарейцы, вот эти вот, всякие разные, вот эти таджики, узбеки, друзья, талибы. Много Вы знаете, сейчас Россия налаживает тесные контакты с талибами. У них прямые сейчас рейсы Кабул, Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород. Они, кстати, завозят им самые последние высокие технологии именно шариатского права. У них сейчас вот экономические новые программы, вот талибанские в России. Кстати, они последний раз были на Санкт-Петербургском экономическом международном форуме талибы. Приезжали их профессора по экономике, чтобы им объяснять, как экономику поднимать в России. Вы понимаете, какие у них взаимоотношения, какое тесное сотрудничество. Кстати, да, Ника, продолжайте. Просто, Веня, знаете, я почему вот этот вопрос вот так вот ребром, так сказать, поставила? Потому что надоело это нытье. Нас унижали, нас преследовали по национальному признаку, ты, снова и снова, снова и снова. Можно подумать, чеченцы, которые проживают по России, на них по национальному признаку не нападают. Везде оно есть там, где власть слабая. Даже где она сильная есть, но не в таких масштабах. А бывший Советский Союз после развала такой разгул преступности начался. Везде, не только в Чечне. Жили бы вы, допустим, в этом же, скажем так, Чувашии, может быть, на вас и там же чуваши напали бы. Понимаете? Вот вы начинаете говорить о таких вещах, которые как бы неконтролируемы были даже нами, чеченцами. На нас нападали, нас убивали. Наши же, например, да, я сейчас не говорю про военные действия. Разгул преступности, он был просто неимоверный. А люди не чеченской национальности, они были более, возможно, слабым звеном в этой цепочке, чтобы ограбить или еще что-то. Вот просто вот это нытье, нас преследовали. Сколько чеченцев убили по России только потому, что они чеченцы еще в начале 90-х годов. То вы ноете все время. А после Первой войны так вообще там началось, и вот как вот говорили здесь уже не раз, что это были засланные люди, которые там устраивали. И еще один момент, очень важно. Например, когда Первая война началась,
скажем так, сколько было тюрем по Чеченской Республике? Чернокозовская тюрьма на 4000 мест общего режима. В Грозном была тюрьма, по-моему, она была на 2000 мест. Уже строгий режим был. Помимо этого, еще небольшие тюрьмы по всей Чечне. И как вы думаете, куда пошли эти люди, когда началась бомбежка Грозного и когда началась война вообще в Чечне? Их всех выпустили. Куда они пошли? Они пошли на большую дорогу. Так же грабить, убивать, как они делали до того, как они попали в тюрьму. Это были люди, которые не могли выехать даже на территорию России, потому что у них, как беженцы, потому что у них не было паспортов. Паспорта изымались, они хранились в каких-то хранилищах. Их выпустили Вот раньше, после чем в войны что? 94 году. Их выпустили Что? раньше. Их раньше. Их выпустили, Я не говорю про нет, их 94 выпустили, год. я про вы, наверное, 90-94. сейчас про, стоп, вы, наверное, сейчас про амнистию говорите, а я говорю о людях, которые сидели в тюрьмах, когда началась война. Вы говорите, наверное, про амнистию. Амнистию Дудаев сделал. Амнистию делают все президенты, когда они приходят к власти. Это такая кость, так сказать, народу. Да, вот каких-то политических выпускает, там какие-то слабые, не тяжкие преступления. Да? Эти люди, они не рецидивисты, эти люди как бы так особо не опасны обществу. Я говорю сейчас о людях, которые не подпали под амнистию. А их выпустили в 94 году, когда началась война. Ну, в 95-м, скажем так. Потому что их практически охранять было некому. Все бежали кто куда. Да? И как вы думаете, чем эти люди занимались на этом маленьком клочке земли? Такое количество. А помимо них еще и тех, которых вот я лично... Сейчас вот, Вене, не говори мне, чтобы я называла имена, пожалуйста. Но те люди, которые были осуждены и отправлены этапом в Россию, и потом они должны были сидеть там за тяжкие преступления, там это, и они потом оказались в Грозном, вооруженные и прочее. Вот если даже сравнить нашу ситуацию чеченскую, например, после Первой войны, да, и ситуацию вообще в Советском Союзе после Великой Отечественной войны один в один. Что вы хотите от республики, которая практически правоохранительные органы толком не работают? Ну так, это ответственность кого, что... Ответственность тех, кто развалил Чечню, добил ее своей войной. Если Подождите, даже в 92-м году, стоп, я вот говорю сейчас про минутку, и период вы будете говорить, сколько вы 90-94. хотите. Еще минутку, пожалуйста, одну минутку, и вы будете говорить, сколько вы хотите. В 92-м, кажется, году или 3-м году Дудаев издал приказ, что Чечня, в общем, я вот сейчас точно, дословно не могу сейчас сказать, у меня память такая, знаете, избирательная, что Чечня многонациональная республика, и в Чечне никого не будут преследовать по национальному. На законодательном уровне преследования никого по религиозному или по национальному признаку не было. И не путайте это с криминалом. Пожалуйста. Вы вот когда вы говорите о том, что чеченцы нас убивали, вы начинаете путать преследование людей по национальному признаку на законодательном уровне и преступность. Не смешивайте их, пожалуйста. Я вас очень прошу, я хватит такого не уже говорил. ныть. Я не говорил, что Хватит чеченцы нас уже убивали. ныть. Нас убивали от начала 90-х годов по сегодняшний день. Нас убивают в России. Где бы мы ни жили. Только потому, что мы чеченцы. Да. Не, я вас прекрасно понимаю. Я же не говорю, что как бы я же не вешаю там коллективную ответственность на
весь чеченский народ, скажем так. Ну, вибачте, ну, ответственность я українською тут уже слова вставляю, бо тут в Україні вже тут в основном украинскую мову размовляю. Вот. Я же не говорил такого, что я там вешаю ответственность на все это, на чеченский народ. Советская власть среди чеченцев создала свою, как бы, ну вот, советскую национальную, как бы, вот, прослойку, элиту. Она была вся пронизана, ну, понятно, что там КГБ и так дальше. Я знаю этих, ну, как бы, подозреваю определенных людей, потом, которые там были там и дальше, ну, не хочу просто тут ворошить, чтобы меня не, ну, как бы, я не могу утверждать, но у меня есть большие подозрения. Я в центре, я в центровой сам, я в центре города, в этой школе центральной учился с обкомовскими, горкомовскими, с этими. Я это все видел. Там у нас вот эти ногчи, элита, мажоры, ингуши, чеченцы учились. Такие, знаете, советской властью отпествованные. И таких много было в Грозном. Они потом и возглавили всякие, не какой-то там, не знаю, там парень там типа Басаева, который умный был, но вот он как бы не, там был не мажор, да, и потом он по-другому как-то себя реализовывал. Там Басаева, я там слышал, как он говорит, он умный, просто он с села. И другие были молодые ребята, которые там, поверив, значит, этот Кадыров, когда говорит, давай резать русских собак, потом сам продался, там, возбуждал, значит, на этом, война, там, все джихад, даже женщины, дети, и люди там поверили, там, да, против оккупантов этих, значит, безбожников. А потом он оказался там, значит, оказывается, шнырем, что он провоцировал насилие и так далее. А многие полегли, вот эти, которые с федералами, ну, значит, против этих Москвы воевали. У меня друг, который там, его братья воевали, я им солидарен с ними. Потому что для меня Москва, вот это, как вы называете там, как кто они там, это, русизм и так далее, для нас такие же враги, потому что они нас, после 17-го года мы с ними воевали против большевиков, против тех, которые вас депортировали. Вот, понимаешь? И на меня никто, вот я там общался еще в чатах с теми, с исламистами, как вы называете, исламисты, там шариатовцы, так, там никогда никто меня как бы вот так вот чуть-чуть, у меня проблемы, там банили меня, там, ногчи советские, евроичкерийцы и так далее, там, и так, ну, вы еще терпите, но думаю, скоро и вы меня забаните. А шариатовский, там один, ну, как их лидеры, которые образованные, я вижу, человек. Дон Борс, я вам гарантирую, являясь представителем Госдепа Соединенных Штатов Америки, а также имея тесный контакт с Конгрессом и Сенатом США, вас здесь банить не будут. Ну если вы с Госдепа, то Госдеп нужна любая информация. От нашего сенатского эксперта сказали, этого парня не гнобите и не баньте. Так что вы здесь будете нашим постоянным спикером. Мы вас слушаем. Серьезно? Ну, ЦРУ же нужна любая это информация. может вызвать бурную реакцию со стороны российских спецслужб, таких как ГРУ, СВР, ФСБ. Берегите себя. Да я вас там, могут объявить, все прекрасно знают спецслужбы, что это такое. Да, вас могут объявить иностранным агентом. Да, тем более, если они прекрасно знают, кто вы такой, но все равно опасайтесь. Да, как бы, а что мне опасаться? Вы работаете с ними? А? Вы работаете в тесном контакте с российскими спецслужбами, что вы сказали, что они знают? Нет, да, боже упаси, у меня другая вообще специализация. Хорошо, продолжайте, мы вас слушаем. Так, как это, слушатели пускай задают вопросы, может. Мысль ушла там. Первый вопрос. Вот смотрите, вот это. Хорошо. Вы же сказали, задавайте вопросы. У меня сразу возникает вопрос вашего покорного слуги. Вы являетесь активным участником русско-афганской войны в 80-х годах? Нет, я в это время был в войсках особого назначения
в другой стране занимался прослушкой ядерных полигонов Во Китая. Вьетнаме? Вы были во Нет, Вьетнаме? в Монголии. Вот, я знаком, кстати, с теми парнями, которые были в Монголии. Там очень резко континентальный климат, степи, зимой Да, да. очень холодно, а летом очень жарко, правильно? Да, да, там меня один ждал в гости, Новчий из Урус-Мартана, на Гауфахте. Монголец? А? Не, Монгол, да? чеченец с Урус-Мартана. С Он ждал Урус-Мартана. вас в гости, так не дождался, вы оттуда уехали, да? Вот ты молодец. Не, там другая история была. Потому что я Расскажите как эту историю, бы... пожалуйста. Вот это, между прочим, эта история очень интересная, увлекательная. Расскажите нам эту историю. Да ладно. Серьезно, серьезно, расскажите. Я вам, знаете, что скажу? Один большой секрет, как начальнику Госдепа. Передайте Госдепу, что они мне до сих пор должны деньги, потому что на тот момент, середина 80-х, Советский Союз был, значит, как бы как сказать, партнером или союзником Штатов против этой Китая. Вот. И я подписывал, давал подписку о неразглашении всего этого дела. Ну, а Советский Союз распался, но они мне должны за 2 года деньги. Ну, американский Пентагон или кто они там. Вы же там Да-да, сейчас в дадут, Госдепе сейчас принесут и догонят еще дадут. Да, догонят, да, на совершенно. блюдечке, да? Да, Понятно, еще совершенно. Да. Так что там, вы же там в Госдепе, передайте, что пускай немножко расплатятся. Обратись к Зелимхану, порешает твои проблемы с Зелимхану? Пентагоном. Какому? Да. Вот Яндарбиеву, этому, что ли? да, Бородачу, он есть Зелимхан. Так он А мы покойный поржем уже. заодно. Он же покойный уже. Зелимхан. Его же в Катаре убили там чекисты, по-моему, да? Борз или как там, Дон, Борз, у меня язык не поворачивается вас называть. Дон, вот ваша служба в армии – это первая ступень в службу Комитет государственной безопасности Советского Союза. Да, они меня, Служба Отечеству. они меня туда, как бы так, пытались привлечь, потому что, ну, я в Афганистан не попал из-за того, что, как бы, стоял на учете как семья политически нестабильная, потому что я бы мог убежать к душманам. Многие там были ребят, которые убегали. Это я потом после... Что, А? экстремист? Вы Это- что, религиозный экстремист? Зачем вам это надо? Зачем Не, вы просто, стремитесь к ну, афганцам? Понятно. я Поэтому убежал. прослеживается какая-то вот связь, невидимая Не, нить между вами и не, афганскими нет, талибами. я просто не хотел бы подыхать за Советский Союз. Вот и все. А вы хотите попасть в рай к 72 бурям ради Аллаха? Ну, значит, я просто как бы, православный человек, поэтому не хочу. Ну, Если что, я вам могу посоветовать, есть прямой путь. Даже есть фатва по религиозному. Именно это называется фатва. Вы берете большое количество взрывчатки, засовываете в задний не, проход, это понятно. идете Это к индикаторам и это взрываетесь. я все знаю. Это все знаю. Дон, Это значит, вы наш брат во Христе. И сердце не нам нужно. надо. Я никого никуда не агитирую. Мне там было приятно, что меня люди, которые в исламе, они меня как бы приглашали принять ислам. Я говорю, ну, я уже родился таким, поэтому я как родился, так и уйду туда, на тот свет. Я не буду тут вас, это как бы, как вам сказать, агитировать кого-то. Вот. А как бы я остаюсь при своих. Я только один пример приведу из, значит, истории моей семьи. У меня отец, он с Верхнего Дона, там, когда немцы Гитлер зашел на территорию Советского Союза, как все знают, донские казаки, мы ждали там, по отцовой линии, ждали освобождения от большевизма. Но они, когда под Харьковом разгромили, ушли на как бы Нижний Дон, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, туда ушли. А мои жили Верхний Дон. Так, станица Кумылжинская, Шуляевская, те регионы. И моего деда, он там в списках ветеранов, орден там, это все. Его двоих братьев, троюродных и там, двоюродных, троюродных, насобирали, принудительно мобилизировали, как сейчас там хватает в Чечне, там, на войну с Украиной, так и там, против
12 человек. Вот я, как бы, Бог свидетель, там, вы там неверующие, ладно, но я скажу. Моя прабабка, она сказала так: мы в партии не были, в комсомоле не были. Значит, 90-й псалом очень наш, у всех был зашито. У нас все 12 человек вернулись. Поняли? У нас все 12 человек вернулись. У меня дед в станице Асиновской, мой дед по матери, он как-то примудрился закосить, он 5-го года рождения, то много натирал, что-то распухало, его не забрали. А брата его родного Петра забрали, но он до 100 лет тоже прожил. Мой дед 93 прожил. Весна 92-го года мы его вывезли туда, к отцу на родину, на Дон. Уехал, там умер на чужбине. Он 5-го года рождения. Его старшего брата большевики убили, а их там еще там дядьку Нохчи из Бамута прятали от расправы красноармейцев. Ну, потому что там, мы дружили, мы нормальные люди были. У меня прадед был урядник, он не воровал, он там Александр Сизов, бамутовский уважали, потому что он не крыса был, он то, что выделялось деньги, он как бы не воровал. И Нохчи их спрятали. Дон Борс, прошу прощения. Ну, понятно, вы говорите там красноармейцы, западноармейцы, белогвардейцы, но это же история России, причем тут чеченцы, нам это не интересно. Чечня была оккупирована, мы являемся... Да я с вами уже с этим не спорю, она тогда... Тогда но она это была же территория гражданская России. война, ну дайте досказать, мы вас уже почти час слушаем. Но это же гражданская война, это внутренние проблемы России и русской нации, как этнической единицы. Причем тут чеченцы, нам это не интересно, у нас своя проблема, у нас своя повестка. Мы хотим, чтобы нашу территорию Чеченской Республики деоккупировали и вернули все исторические земли, и чтобы мы могли возвращаться к себе на родину и летать и прилетать, когда хотим, куда хотим, и общаться с теми странами, с которыми мы хотим. Это наша цель. Нас не интересует внутренняя повестка России, русского этноса, их проблемы исторические, революции, жертвы. Это нам не надо, это нам не касается. Дадите мне, я имею право вернуть. Вам паспорт, я вам официально заявляю, сейчас уже запрос сделан в Конгресс Сенат США, там наши эксперты, советники работают с конгрессменами, вам будет сделано все, чтобы вы были одним из первых по получению именно чеченского паспорта, независимого государства. А можно заодно... Просто напишите сейчас в личку нашим, или мне, или мы отправим нашим ассистентам, ваше местонахождение, страна и полный адрес, а также ваши данные. Вам будет выслан именно в первых экземплярах паспорт независимого чеченского государства. Я вам это гарантирую. Какого цвета паспорт? Какого цвета? Красного. Ну, не, красный, как-то западло, как красный брать цвет. Международный цвет, дипломатический. Серьезно, красный. Да? Красный, да? Да. Это всемирный интернационал, что ли? Международный дипломатический. Теории заговора, что всемирный сейчас это... Просто сообщите, где вы, кто вы и где вы живете постоянно. Они знают, они знают там. Они, ваши ФСБшные кураторы? Не, в Штатах там все знают. Деньги мне должны, то не знают, кому не должны. Они все понимают, да. Хорошо, Ахчи мне должны еще. Ахче, Бохче. Асиновскую станицу переименуем в какую? Шариатовскую или Ахчи-Мартановскую? Ну, какую вы хотите, такую переименовывайте. Это ваше право. Мы же вам не запрещаем. Я предлагаю Ахч-Мартан. Ахчи, деньги, Мартан. И там сделаем эту, как его... А при чем тут Мартан? Вы же про Чечню говорим. Ну, про Чечню. Там была станица Асиновская, переименовать ее в Ахч-Мартан. Ахч-Мартан. Там сделаем свободная экономическая зона, чтобы туда деньги все слали, приезжали, там офшор сделаем. Я директор офшора. Нормально? А можно там аэропорт международный построить? Вот, аэродром такой мощный. Да. Чтобы туда аэрбасы приземлялись. Да, прямиком из Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго, Бостона. О, можно Нью-Мартан назвать. Нью-Мартан. Так и сделаем. А можно это сделать ради Аллаха, с помощью Аллаха и по Корану и Сунне? Вот как вы думаете? Ну, в советское время мне нравилась пословица в наших центровых грозненских кругах. Миру мир, чеченам деньги. За деньги
Давай Ага. деньги, я тебе А любой при чем тут лозунг скажу. Асиновская? Если вы центровой из Грозного, при чем тут Асиновская? Ну, там оттуда мама моя, ну, как бы родовая, у вас родовые села, у нас родовая станица. Ну, понятно. Ну, такое так Все, сложилось. афганцы, что- да, там? Там А? афганцы, да, в этой Асиновке? Да, Афганцев даже? пускай назовут нас хоть, а мавританцы, давай, ахчи, давай, мы там сделаем. Все понятно. Вот деньги готовы в родную Конечно, мать мы же продать. Это понятно. демократы, мы же не какие-то Аллах религиозные Акбер. эти фанатики. Все, Аллах Акбер, да. Ну, Аллах Акбер. за деньги Скажите там Аллах Акбер просто. любой проект. Пожалуйста, я вас прошу, умоляю. Я вас умоляю, скажите Алляху Акбер четырехкратно Аллах Акбер. Не, Скажите, ну, пожалуйста. это только по предоплате есть. Лауреат, Ну, серьезно, лауреат, я вас прошу, Нет, сделайте чтобы вы Аллах понимали, Акбер. лауреат, прошу только по тебя, предоплате. ломай меня, ломай, прошу тебя, ну прошу тебя. Да. Ломай Ну, меня полностью. да, у нас же юмор такой. У нас вот была компания, мы дружили. Я, ну, и как там, казак, или как вы меня там называете, значит, Аски, там, Яркова, Игорь, там, два ингуша, и, значит, и Мага, чеченец. Ой, мы там шутки, это мы, у нас Мага такое, это значит последователь Музмамада. Вы знаете, что такое Музмамад? Магомед звали. Да, Музмамад. Да, Музмамад. да, на кухне там Скажите, мама пожалуйста, делала. Музмамад. Скажите. Да, Я вас прошу, мама, просто скажите Музмамад. Озвучьте не, имя. Озвучьте имя. не Музмамад. смогу сказать, не смогу. Почему? Магомед вы можете сказать, а Музмамад не можете? Тренироваться надо сначала. Ну, повторяйте по слогам. Я вам сейчас помогу. Прошу Муз, тебя. скажите, Нет, Муз, да, скажите, нет, Дон давай я Боско, могу Муз. сказать, там, Чепалга, Жиженгалыч, там, Камелдо, Не, подожди. Ладолаш, Ну, я вас прошу, давайте все-таки не увиливать. Мы же честные ребята. Московский А Харри смотрите, Сапхимин. скажите, Дон Босс, 101 базар скажите, Глушью, Муз, 101 базар Глушью. повторяйте за мной. Да, я вас прошу, повторяйте за мной. Муз, повторяйте, Муз, Не смогу, нет, давай так, Муз. спектакль идет, чеченский театр, Ногчи, драматический театр, там, Закаев театр играет, Закаев. Хокус дает Джульетта, Меча у Ромео. Хокус дает Джульетта. Дон, Меча у когда Ромео. ты уехал из Чеченской республики? Когда ты уехал? Весна 92 год. Нормально пожил ты, нормально. Возвращайся. Сейчас там красиво, Все небоскребы. очень хорошо, да, там Россия. Не. Небоскребы стоят. Да, нет. Небоскребы. Возвращайся, там Россия, там скрепы, там русский Мне православный да, Ахнусуна Шарят. Возвращайся. Меня звали туда, звали. Там да. русский дух, там Русью Да. пахнет. Сабура, ну я же не русский, я ж хохол. Нас там устроят имамом Центральной Православной Церкви и мечети, сердце Чечни. Вы Только будете там по имамом по и одновременно по- попом. Сразу подрясы погоны будут майорские, сразу погоны. Нет, Да, Сабура, да. я согласен, только деньги вперед, и я как Тумсо их кину. Если вам выплачивают, там уже просто потоки идут денежные, вам же все деньги там По выплачивают. предоплате только. Все, деньги уплачивают. Все, мы сейчас вашу кандидатуру отправим в соответствующие отделы и органы, чтобы вас туда направили главным имамом мечети сердца Чечни, а также главной церкви Архангела Михаила в Грозном. Я согласен, только предоплату. Там хотя бы Все сделаем. хотя бы 666 Скажите, миллионов. кодовое долларов. слово, нужно кодовое слово сейчас произнести, чтобы полностью вашу Три шестерки. Нет, да. 6, 6, 6. Муз, повторяйте за мной. Муз, повторяйте за мной. Муз, Не могу. Муз, Только Муз по Мамад. предоплате. Мамад. Не, хорошо, ладно. Это только по سلاف предоплате. اسبوع تعاون ده وين ويزك ده سروج كل سيالون Я ж Грозненский Какое центровой, слово? только Ясно. ахчи вперед, Да, потом... что ты хочешь сказать? завтра. Подожди, да. Правоверный, что ли? Это сумасшедший человек. Это Не, больной. мы Так, хватит, верю включи в микрофон. ахчи. Музмамад правоверный. Давайте, говорите, мы слушаем. Кто там Музман правоверный? Мамад, ваш коллега, между прочим, Музмамад правоверный. Из отдела. Нормально? Говорите, Музмамад. На двоих будем зарплату. Музмамад на связи. Могу ли я включиться, да, в Да, говорите, слушаю вас. вашу тему, да, вашу дискуссию? Как Почему только мама? очевидец свидетель всего этого последних 40 лет. Бытность Чечено-Ингушетии и ныне. Адам Борц,
Я понял, я как понял, вы после Голодомора из беженцев, да, из украинцев, да, на Кавказе, Чечено-Ингушетии? Нет, смотрите, значит, мои как бы предки, ну, попали туда, на Сунжинскую линию, да, так, ну, как бы, я понимаю, там что-то было связано, укреплялись с Грузией, ну, короче, они попали по жребию, там, как, ну, с Дона там этих старообрядцев немножко принудительно, а с Кубани... Ну, казаки, ты не украинец. Да, они попали с ты Кубани, казак, типичный казак. добровольно не хотели, кидали жребий, потому что приказ поступил, какая семья. Да, ты я понял, ты донской казак, типичный Казаков донской нету, казак. поправку. Казаков нету, есть крепостные, каторжники и разбойники. Казаков нету. А вот как раз, наверное, этот каторжный. Да не каторжные, Можно, по жребию попали. Может быть, он разбойник даже. Да, может, разбойник. Да, за это я говорю. Удалые казаки, да, правые. Вопрос дальше, продолжайте. Ну, сейчас маленькую почему. Меня же в армии эти как, русские, которые Воронеж, там, Рязань, они меня чеченом назвали, потому что... Ну, вы говорили, да. Вас обвиняли в том, что вы мусульмане. Я их ночью пообещал зарезать, лоски перерезать, если они меня... Надо, зачем вы это делали? Зачем вы делали? Ну, я объясняю, я там побил в столовой одного. Призывы к насилию не Я приветствуются. их напугал просто, я как бы напугал их. Они Сунна Музмамада? Вы пугали Сунна Музмамада? Вы знаете, что... Напугал, что они меня не трогали. Вот так. А красная сунна, между прочим, они кверху зады загибают. Не нагибайтесь, ходите прямо. Есть одно спасение, называется спичка Сарафа. Вернулся, Боже, вернулся. Верно, говорю. Звонок из Госдепа, бегущей строкой выводится сообщение. Нам поступила просьба прекратить расходовать деньги налогоплательщиков американских. Мы должны завершить нашу передачу. Огромное спасибо всем нашим слушателям, участникам прямого эфира. Мы вынуждены завершить. Обязательно будем вести прямой эфир. У нас был сегодня очень интересный гость. Дон Борз, Грозненский, центровой, участник многих событий, исторических событий. Он видел все, но не видел ничего. Также к нам присоединился наш западный соотечественник Музмамов, правоверный, сквернослов еще тот, конечно же, но все-таки мы ему тоже дали слово. Надеемся, что вам понравился наш прямой эфир. Будем ждать вас. Слушайте, приходите, задавайте вопросы. Огромное спасибо всем. И в завершение скажем несколько слов на чешском языке. Да, он есть он тебя, ночикам, солдо, халгадо, адикел, маш, оль. Да, я верткий. Амон-Ра.